что у нас точно. Так. Сейчас, чтобы загрузка получилась. А мы когда она, ну, когда Тестируем сейчас. Тестируем, то есть перепроверяем эфир. Так, Амар Мунде, Батор Распутину зашел. То есть я сейчас не слышу сам себя. Тестируем сейчас. сейчас слышно было. Так, ну, наверное, нас слышно, раз уж мы сами себя услышали. Сойер, Дмитрий Сойер у нас в гостях, или даже наоборот, это мы у него в гостях. Ну, предыстория, то есть такое небольшое интервью, почему нужно развернуть, почему мы открыли такой канал Бурят ТВ, и почему, и какое отношение имеет Дмитрий Сойер к этому. Ну, в этом тоже принимает участие, я бы так сказал, потому что здесь такие каналы, они не должны, как вы думаете, они не должны, ну, принадлежать одному человеку, то есть это есть достояние, должно быть, ну, именно, мне кажется, так, Республики Бурятия, да, жителей Бурятии, также на показывать, или как она называется, приходить, рассказывать о чем-то, да. То есть мы сейчас почему начали вот этот эфир на русском языке, так как я не могу, вообще не владею в совершенстве бурятским языком, и хотелось бы вот сейчас вот рассказать вам об этом. Дмитрий, Амар Мунде, Дмитрий, Амар Мунде, Удушин, Амар Мунде, Мане Хундете, Нухадут, Сембана, Мане Архисо, Харжи Байнат, Бади Дмитрий Баиров, Маненде, Эне Хехен Кафесо, хуже Бенабди, Эне Амтате Кофе, хуже Бенабди, Тирет Би Ихе Байрте Бенаб, Тирет Дмитрий, Хундате Дмитрий, Урихан Датне Би Ихе Хаун Байсхан Хурганаб. Хентада. Доброго времени суток, наши уважаемые зрители. Я сейчас вам быстренько переведу то, что я сказал на нашем родном языке. Я поприветствовал Дмитрия, поприветствовал вас. Вы сейчас смотрите канал в YouTube, который называется Бурят ТВ. Я очень рад за то, что меня пригласили на этот канал. И как сказал наш Дмитрий, то что канал Бурят ТВ был создан даже не из-за того, что из-за каких-то эгоистичных интересов, да, и так далее. Этот канал Бурят ТВ, он был создан для... То есть не должен быть хозяин или у этого канала, да. То есть вообще это было, получается, законом времени, да, получается, или, получается, требованием времени, да. И этот канал Бурят ТВ, он вообще должен в идеале принадлежать всему бурят-монгольскому народу, всему народу Республики Бурятия, да, как говорил один из знаменитых и умных людей, искусство должно принадлежать народу. Вот, и хотелось бы вот рассказать вот именно вот, почему мы сейчас вот говорим на русском языке, допустим. То есть я уже, ну, сказал, да, вы, конечно, можете говорить и на бурятском языке. То есть я хотел бы вам представить тот момент, ну, рассказать ну, как мы вот это все организовали, ну, начали, да, вот, ну, то есть это, ну, сказать, как начинание вот в сфере вот продвижения такого ТВ по одной языку, когда вот, ну, вот в национальной библиотеке она проходила. То есть там как раз был круглый стол, и на этом, ну, на конференции, то есть подготовка к круглому столу, так называлась, да, конференция по бурятскому языку, подготовка к круглому столу. То есть и где-то, ну, где-то вчера, да, вчера же это был эфир? Вчера было. Вчера был круглый стол,
уже конкретно. То есть была сначала подготовка, и на этой подготовке были сказаны такие слова вот организаторами, то что они обратились как раз таки, были разговоры по такой тематике, то что нужно необходимо 25-ю или 23-ю кнопку на теле. Поговорим, да, подробнее об этой кнопке, да, я сейчас все скажу, свое видение, продолжайте, пожалуйста. И получается вот 23-ю или 25-ю кнопку, вот она она и есть выделена, я так понимаю, то есть, ну, ее конкретно нужно финансировать, что-то с этим связано, да, и, соответственно, я на этой конференции, слушая вот это все и смотрев, и принял такое решение, ну, не решение сказать, я просто им сказал, а зачем вам вот эти 23-й кнопки какие-то, люди телевизор сейчас особо в большинстве не смотрят, ну, я бы так сказал. В большинстве смотрят на телефонах, но я, конечно, могу и ошибаться, потому что в деревнях, ну, там, наверное, там интернета просто элементарно нет. Просто даже если хотелось бы сидеть на телефоне, просто там сотовые связи вот эти не доходят, ну, как-то операторы не доходят и не ставят там качественный интернет. То есть они могли бы смотреть, конечно, и через YouTube, или, ну, как-то, возможно, ну, для более взрослых, конечно, там, для бабушек, для дедушек, а в основном, как говорят, они основной, как говорится, телевизионной продукции. Нет, основные, как говорится, сейчас остались жители в деревнях, да? Да. И, соответственно, у них проблема будет с этим интернетом, а телевизор включили они, и он бесплатный, да? Ну, тоже есть плюсы, конечно, от этой 23-й кнопки, но все-таки я там взял и, как говорится, и сказал, то, что зачем вот эта 23-я кнопка, ну, то есть, ну, она может быть и нужна, но можно же и канал открыть на YouTube совершенно бесплатно, да, то есть и открыть его, и запустить. Эти были мои слова, и вот, уважаемые зрители, вот эти были мои слова сказаны, и как раз в конце уже вот этого, как называется там, подготовки к круглому столу сказал, да. Представитель, ну, как организаторы как раз таки сказали то, что и Дмитрий Сойер выступил тоже на этой конференции со словами, ну, как бы на бурятском языке, вы сейчас как раз об этом тоже расскажете, и были такие слова вами сказаны, да, про что вы сказали, вы сейчас тоже нам расскажете, и соответственно, организаторы обратились как раз внимание, вот Дмитрий, да, YouTube. И вот как раз таки обратились к Дмитрию Сойеру. К двум Дмитриям. Да, то есть организаторы, они да. услышали нотку, ну, так скажем, я бы так сказал, так, как мы им, то есть мы нотку и слышали конструктивный предлагали выход, ну, какой-то альтернативный выход из ситуации, да, то, что они же хотят популяризировать, ну, как называется, сохранить бурятский язык. Я бы так сказал, лучше сначала говорить сохранить, а вот то, что распространить, это уже другое, мне кажется. И хотелось бы сказать еще следующее, то, что, в общем, организаторы, они обратили вот так внимание вот именно на канале Республика Бурятия есть вот это выступление, да, то есть конференция по бурятскому языку, там можете посмотреть, и, соответственно, их вот такие высказывания, ну, то есть они так сказали, и на нас, ну, грубо говоря, внимание обратили, и, соответственно, вот Дима вот такой, и, соответственно, еще Алексей Данилович Башитов, тоже он там находился на этой конференции, и он рядом со мной, то есть находился, вот, ну, как вместе мы, ну, как присутствовали на этой конференции, рядом находились вместе, сидели. И, соответственно, я вот, будучи, да, я посмотрел, я вас до этого не знал. То есть и вы меня, соответственно, правильно? Или вы меня раньше знали? Нет, мы с вами были знакомы. Когда? До мы знакомились на различных местах города Улан-Удэ, мы с вами были знакомы до конференции. А где? Вы не помните? Нет. Вот на этом, все, я вспомнил. Это когда у Вот. Большими черными буквами, черным по белому фамилия нашего Дмитрия. И тогда, потом я, когда уже познакомился, увидел уже не, соответственно, хозяина машины, я его узнал по футболке, на которой была тоже черным по белому написана фамилия нашего Дмитрия. Ну, теперь переходим уже ближе к делу, да, это уже дела немножко уже минувших дней, возвращаемся к более уже к событиям, которые ближе к нашему сегодняшнему дню, да. Дмитрий уже ввел вас в курс дела
о конференции и подготовке к круглому столу по проблемам бурятского языка, которая проходила в октябре. Я там был из заявленных приглашенных участников. Я готовил доклад на бурятском языке. Текст этого доклада у меня есть на моей личной странице в социальной сети Facebook. В конце, получается, нашего видео в описании там будут даны ссылки на мою личную страницу в Фейсбуке, в Инстаграме, также ВКонтакте, где можно мне лично уже выходить со мной на связь, задавать какие-то вопросы, то есть какие-то, может быть, предложения, то есть чтобы у нас была с вами обратная связь. А сейчас снова возвращаемся уже ближе к теме конференции, которая прошла в октябре. Сразу скажу, я точно помню, что это была среда. Баир Дашевец-Теренов, это первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия. Были различные товарищи из Бурят-УНН, нашего главного печатного органа. Прозвучали различные интересные доклады. Интересный доклад по бурятскому языку. Некоторые были доклады очень научно построены, очень профессионально составлены. Там были академики, профессора, филологи, переводчики, литературном языке, говорю на бурятском литературном языке, я потом скажу, почему литературный язык даже для меня в какой-то степени стал родным языком, это я тоже вам объясню. Так вот, скажу вам просто вкратце суть моего доклада, да. Проблема... Сейчас можно с доклада? Сейчас тут люди пишут, то, что звук хороший, но из-за интернета подвисает видео. Может, мы сели в такой, ну, в самом углу кафе, может быть, мы перейдем поближе к окну, чтобы связь была, может потому быть. что это вполне возможно. Картинка подвисает, вот пишет. Сейчас вы продолжите вот с конференции, давайте, может, переместимся? Переместимся. Как мы будем перемещаться? Выключим или в прямом как-то будем перемещаться? Как это мы сделаем с вами? Сейчас я тогда... Так, я, ребята, отключу. Мы, наверное, сейчас пересядем ближе к окну, где-нибудь найдем место какое-нибудь такое, чтобы Let's не have мешать. a break, comrades. Let's have a break. Сейчас, секунду. Есть такой момент. Stay with us, хотел сказать. Оставайтесь с нами. Сейчас. Так, нет, звук отключен, я так понимаю. Ну хорошо, а наша картинка представьте, что делал. Потому что она отстает. Я уже смотрю, я что-то уже сделал, а руки там только поднимаются в этой картинке. Можете пока в карман вложить. Что в карман сложить? Вот этот провод. Положил он на вас. А я вот так. Карман он, С кофем переезжаем что туда, к окну. Или спросите молодых людей, как там с интернетом может. Я вон Димон спрошу. Не, сейчас вообще в любое ближайшее место какое-нибудь, да. К окну главное, ближе к тебе самому этому. Там будет самый угол свободы, самый дальний. Там есть самый дальний, справа. А на места не будет мало вдвоем? Там места не будет мало в этом углу? Там осталась твоя черная штучка какая-то на этом, на диване.
Как нас, как слышно меня? Как меня слышно? Секунду. Так, сейчас я слышим Виктория Цыбенова. Слышно хорошо. Вот такой тоже есть такой микрофон. Ближе к окну мы пересели. Джокер. Да уж. Ладно, один микрофон так пускай будет здесь находиться. Такое место интересное, кожаное. Это еще все видно, даже кто-то что там ходит, не ходит. За стеклом. Ага, классно. Так, дайте ваш микрофон. Мой микрофон Да, есть. я уже здесь Сейчас подключил. я его, ага. Нас уже слышат. Теперь сюда. И чтобы вам поближе. Все. Вы теперь никуда не уйдете отсюда, пока не расскажете нам про конференцию. На этой конференции что вы сказали вот конкретно про... сейчас. Нет, что-то тоже все подгружается, грузится. Так, сейчас, секунду, чтобы я чувствовал, что нас видно. Потому что я со второго телефона здесь просматриваю тоже этот же эфир. Все. Так, давайте я прослушаю. Так. Картинка идет. Отстает. Ну, не знаю. Интернет, значит, плохой. Ну, здесь в центре города как-то мне... Так, ладно, ну, вроде бы есть. Если что, вы там пишите в комментарии. Ага. Так, у вас микрофон. Подключен микрофон у вас. Всё. Рассказывайте. Хундетейлшет. Тане комментарий да. Пишите комментарии, да, что-то там. Нам пришлось передислоцироваться в другое место в надежде, то, что здесь есть случай интернет, но будем надеяться, что здесь будет лучше и картинка, и звук, и так далее. Так вот, мы с вами остановились на теме подготовки к круглому столу по проблемам бурятского языка, по сохранению бурятского языка, который проходил в октябре, в одну из сред октября. Так вот, я говорил о своем докладе, и сейчас быстренько скажу, о чем я говорил на бурятском языке. Была проблема на конференции, то что насчет диалектов бурятского языка, да, то есть диалектов бурятского языка это довольно много, да, но основных их 5, да, это Хирит-Балагатский, да, или Эрху-бурят, потом получается Баргозитский диалект, Баргажаный бурят, ага. Также Хоринский диалект, Селенгинский, Сангол, бурят, и у нас еще, получается, остался Хонгодер, да? Хонгодер буридут. То есть это Ункинс, чтобы наша уважаемая нами газета Бурят.УН, это главный печатный орган Республики Бурятии, всех бурят-монголов на бурятском языке. Они выпускали вкладыши, да, на разных диалектах, не только на литературном, который был создан в 20-е годы, 30-е годы прошлого столетия на основе хоринского диалекта. Хотелось бы, чтобы развивались и остальные диалекты, да. Но моя позиция была таковая, то что литературный диалект был создан почти 100 лет назад. Не мы его создавали его довольно умные ученые, да. Также я выступил словом в защиту литературного диалекта. Потому что если литературный диалект начнет опять меняться и трансформироваться, то мы можем утерять и то, что было создано за эти неполные 100 лет. Все вы знаете, да, что в советское время пропаганда, да, или власть держащие пытались сделать или рисовать из нашей нации, бурят-монгольской, как нацию необразованную, бесписьменную или в лучшем случае младописьменную, которая не обладала своей письменностью и письменными источниками, да. Ну, то есть темный народ, которому пришла советская власть и дала свет надежды. На самом деле эта ситуация была не совсем так, потому что наша бурят-монгольская нация, наш бурят-монгольский народ, он относится ко всему общемонгольскому миру. Мы пользовались старомонгольской письменностью, которая была принята еще во времена великого Чингисхана, которая была также основана на уйгурской графике в том 13 веке, да. То есть бурят-монголы успешно ей пользовались, и она
была используема. То есть у нас есть различные документы, их очень множество, которые содержат и доказывают то, что мы были не бесписьменным народом и так далее. И считается, и это исторический факт, что бурят-монголы это единственная нация в Сибири, которая обладала своей собственной письменностью. То есть не чисто бурят-монгольская, а вообще общемонгольской письменностью. Потому что бурят-монгольский народ или бурятский народ сейчас, да, он входит в орбиту общемонгольского мира. Хамак-монгол. Хамак-монгол юртумсе, если по-бурятски сказать, да. Я опять немножко отвлекся. Я сказал в защиту литературного диалекта, что это наследие, которое создавалось в течение почти неполных 100 лет, нужно сохранить. На этом диалекте литературном, который создали в 20-х годах, писали наши классики бурят-монгольского языка. Это Хасан Амсараев, это Дашарабдан Бадажабай, это Чемит Данданбаев. А это Жамсо Тумунов, который написал первый роман на бурятском языке в 1949 году «Нольхо Хэнгтала». Это «Степь проснулась». На этом языке писали Шарап Нимбуев, отец Намжила Нимбуева. На этом языке писали наши знаменитые поэты Николай Дамдинов, Дандок Улзутуев. Это те имена, которые гремели по всему Советскому Союзу. И не без ложной скромности скажу. И книги наших классиков, бурятских писателей, издавались на огромными многотысячными тиражами по всему. Наших классиков работы языки всех народов Советского Союза и на монгольские языки и так далее. И это наследие, которое было создано не нами, его не нужно разрушать. Литературный диалект должен объединять народы, а не разъединять, да? А если каждый, получается, понятно, при этом не нужно забывать свои диалекты. Я сам по роду эхирит. Мой род идет из Кабанского района. Это называется по-бурятски сказать хударенг бридут. Это те эхирит-благаты, которые в позапрошлом столетии перешли через Байкал, перекочевали и остались в низовье реки Кудара. Хударе. И другая часть их ушла в Курамканский район и в Баргузинский район. То есть это все занимает эхирит Булагаты. Так вот, но так получилось, что литературный диалект, основанный на хоре, на хоринском наречии, он стал для меня родным. Открою секрет, потому что до 30 лет я не знал бурятского языка. Я знал самые основные слова, как поздороваться, как сказать до свидания, и все. Когда я маленький приезжал из Иркутской области в Республику Бурятия, в район Корсакова, в деревню Корсакова, это Кабанский район, также село Хандала, меня спрашивали по-бурятски, да, Буридар Алганогуш, ага, Шихимиш, Ханеш и так далее. Я говорил по-бурятски, не понимаю. И помню взгляд тех бабушек и дедушек, осуждающий. На меня смотрели, ну, не только на меня, да, в том числе, наверное, осуждающие, да, и с негативом, да, что я не понимал по бурятскому языку. Сейчас ситуация обстоит еще хуже. Для того, чтобы изучать обычаи, традиции моего народа, изучать буддизм, то есть заниматься. И в 2016 где-то году, в 2015-2016 году я начал изучать родной язык. Накупил различные пособия по бурятскому языку, нашел все, что в интернете, скудные учебники в электронном варианте 90-х годов, 80-х годов издания, да, но очень интересные учебные пособия. Начал по ним заниматься, начал собирать литературу на бурятском языке, купил словари Черемисова, Шагдарова, Бабушкина словари, которые стоят немалых денег, и начал потихоньку изучать родной язык. И сейчас, я считаю, я знаю свой родной язык в несовершенстве, я не знаю его в идеале, я хочу этого добиться, да. Потом дальше моя цель изучать халх-монгольский язык, да, как язык, который может объединить все монгольские народы, да. Пока изучаю монгольский язык и литературный язык, основанный на хоре, на речи, как я уже говорю, продолжаю его изучать, потому что нет предела совершенству. Я еще пополняю свой запас, читаю книги, делаю упражнения. Также, кстати, хочу сказать, в моем обучении мне помогла очень сильно радиостанция Бурят ФМ, которая была открыта в 2016 году, если я не ошибаюсь. Это было в сентябре, как раз когда были выборы в Госдуму, по-моему, здесь в Бурятии. Это очень
прекрасная радиостанция, я ее не рекламирую, но все равно хочу похвалить, потому что благодаря ней я потянул навыки аудирования на родном языке. Я начал различать диалекты различные, да, там у них идут каждый день диалекты. Баргажане буриде удар, день грузинский, Тунхане буриде удар, день тункинский бурят хангодеров, да, также Селенгин буряду удар, это день селенгинских бурят. То есть каждый день на радиостанции Бурят ФМ 90.8 FM в Улан-Удэ ведется трансляции, передачи, прямые трансляции, песни, какие-то интервью постоянные с носителем бурятского языка. И считаю, что благодаря этой радиостанции я очень сильно потянул навыки. И до сих пор я благодаря этой радиостанции, я каждую свободную минуту слушаю Бурят ФМ. Даже еду я в маршрутке или за рулем, или где-то в транспорте, включаю и слушаю. Не теряю время, занимаюсь бурятским языком. Вы говорите, что нет времени, да? Нет времени. А у кого нет времени? Я также работаю на разных работах, занимаюсь различной деятельностью. И получается, нахожу время и перед сном ложусь и слушаю. Либо слушаю на YouTube лекции о истории монгольского народа, о Чингисхане, о его потомках, да, либо слушаю Бурят ФМ. Вот это такое постоянное, получается, непрерывное самообучение. То есть времени нет, это не отговорка. Это все, это лень, скорее всего, или может быть страх. Я признаю, да, наш язык, бурят-монгольский, я изучал его как иностранный язык, потому что знаний у меня было мало, остаточных знаний. Генетическая память работала не очень хорошо, потом она вполне начала работать уже на более продвинутом этапе. Но я изучал родной язык, к сожалению, сказано, да, как иностранный. Как я в детстве учил английский язык, потом я учил немецкий язык самостоятельно. Также я учу до сих пор бурятский язык самостоятельно вместе с немецким и с английским. Продолжаю эти три языка работать, думать, писать, говорить и так далее. Я вообще считаю, что бурятские народы, ну, то есть восточные народы или монгольские народы очень хорошо предрасположены к языкам. Я потому что знаю, как дети изучают, да, и наша нация очень имеет большую предрасположенность к изучению разных языков. И не надо говорить, что нет у меня у кого-то там навыков. У нас даже в каком-то плане работает генетическая память, потому что наши предки, грубо говоря, повелевали, половину Евразии завоевали и повелевали, да, а чтобы повелевать покоренными народами, нужно знать их язык, что они даже говорят, что они пишут и так далее, да, и наши предки садились, изучали разные языки. То есть у нас в крови, у монгольских народов, изучение, то есть предрасположенность к изучению разных языков, абсолютно неважно, китайский, это русский, английский, немецкий и так далее, это абсолютно неважно. Но, видите, здесь в какой-то степени предрасположенность к другим языкам сыграла большую шутку, да. Ядро монгольского взывания, оно было мало в процентном соотношении, и оно очень быстро, через несколько поколений, размылось в массе покоренных народов. Скажу вам пример даже из истории, из биографии хана Хубилая. Это внук нашего великого Чингисхана, который правил империю Юань. Он покорил, Северный Китай был покорен, он покорил Южный Китай, империю Сун. Наконец-то ни одна нация не смогла покорить Китай. Они их покорили и объединили. И монголы, то есть кочевники, да, жившие в юртах, привыкшие к кочевому образу жизни, привыкли жить в городах, в Китае, были очарованы китайской культурой, китайской философией, языком и так далее, да. То есть монголы женились на красивых китаянках, и, соответственно, потом их детей воспитывали, конечно же, кто? Мамы китаянки и китайские мудрецы. И через поколение уже, грубо говоря, дети Хубилая, то есть правнуки Чингисхана, они уже были китайцы, а там и дальше. То же самое я могу сказать по другой линии, по Чингисхану, это дети Чагатая. Чагатай это был, получается, второй сын Чингисхана после Джучи. Ему достался Чагатайский улус, это, грубо говоря, территория Хорезма, бывшего Хорезма, и Иран, Ирак и так далее. Очень многие быстро его потомки приняли какую? Учение пророка Мухаммеда, то есть, да, не спошлет ему Аллах Мухаммед своих сыновей. Получается, женились на девушках тюркского происхождения, и очень быстро тоже потомки
Чагатая также быстро размылись в покоренных ими народах, да, получается. Это произошло так далее. И в Золотой Орде, также на территории России, потомки Джучи, вот были совместные браки с славянским населением, с русским населением, да, то есть с булгарами и так далее. То есть и многие их покорили, их убила, или уже мусульманство, да, ислам, это уже было в Чагатайском улусе, да, и в улусе Джучи, да, получается. То есть монголы, получается, были победители, были ассимилированы уже другими народами, и они стали уже, многие вошли в тюркские народы сейчас, да, в китайские народы, то есть самих, потому что монголов ядро покорителей было небольшое количество, да, а тюркского там всегда было больше. Вот, что я могу сказать. Я опять, наверное, ушелся в дебри, получается, истории, да. Могу сказать, что монгольские народы всегда были восприимчивы к чужой культуре, но, к сожалению, очень быстро забывали свой язык, свою культуру и переставали быть монголами. Вот это, наверное, наша общая проблема всех монгольских народов и калмыков, которые калмыки наши братья в Российской Федерации. Они наши братья по вере, братья по истории, братья по языку, братья по духу. Ойрат Монголнут. Мы, бурят-монголы, да. В Халх Монголии единственное, все состоит более или менее хорошо. Они живут в независимом государстве. Монгольский халх, монгольский язык развивается. И в дальнейшем, наверное, возможно, может стать или уже становится языком интернациональным языком для всех монгольских народов. Для нас, в том числе для бурят и для калмыков. И я думаю, что в дальнейшем стоит изучать халх-монгольский язык. Такой диалект. Вот, что-то я пока сказал, Дмитрий. Какие-то еще вопросы? Ну вот, на этой конференции вот говорил, выступал со своей речью, да, получается, Алексей Данилович Башитов. И вот как раз таки мы после после этой подготовки к круглому столу мы вышли и как раз таки переговорили вместе втроем, получается, о создании вот этого канала Бурят ТВ. И вот мы с вами договорились о том, что я вот как понял, потому что по аплодисментам, ну, я вот только учусь, и я не мог понять все сказанное вами, то, что вы там говорили вот на трибуне, да? И получается, но я понял то, что по аплодисментам, то, что вы сказали что-то такое, ну что люди так начали аплодировать вам. И я так подумал, то, что вот как раз таки вот с вами надо было переговорить то, что я и сделал. То, что если вам аплодировали, значит, я так понял, что значит вы сказали такие правильные слова, то, что людям понравилось, и соответственно и захотелось бы, вот, если вы были на этой конференции, соответственно, я предполагаю так, то, что значит вы пришли на эту конференцию не просто так, значит вы пригласили хотите, на эту конференцию, да. Да, и пригласили, значит вы какой-то, ну как называется это, переживаете или как называется это, или вы полностью поддерживаете сохранение бурятского языка, дальнейшее, сначала сохранение, распространение, а может быть это все параллельно. Популяризация. Все это параллельно делается. Это все одновременно можно в разных направлениях, ну так скажем идти. А сейчас вот получается в этом круглом столе, я так понял, идут разговоры вот именно стратегия развития. То есть это я туда не лез, как говорится, со своим уставом, чужой монастырь не входит, ну потому что мало ли ученые там, они более, наверное, знают учителя, которые там с высшим образованием, с двумя высшими образованиями. Я только могу показывать и освещать. И вот что и хотелось бы сейчас вот дальше вот продолжить. Вот зрителям хотел бы сказать, вот да, Дмитрий Сойер. И, кстати, тут пишут комментарии, как вас и где найти в этом. Все объясним. Да. И после эфира, я бы так сказал, то есть все ссылки на Дмитрия Сойера, как на все социальные площадки, он мне, то есть я передам напишет, лично, да, напишет и опубликую сразу же после этого эфира. Я бы так бы вам сказал бы. И все равно эту запись потом просмотрят молодые люди. Вот хотелось бы мне поговорить. Вот вы тот
ну, вы, молодой человек, изучили, Дмитрий, изучили сами язык, внутренний, как говорится, ваш стержень, наверное, или как правильно сказать. Ну, в общем, почему вы так решили? Из-за того, что, ну, необходимо знать, да, свой родной язык. И вы взяли, и в 30 лет вы начали учить, и когда После вы выучили, 30 примерно, даже. Сейчас, сколько времени вам понадобилось выучить? Ну, так. сейчас хорошо так, начну издалека, да, получается. Что здесь у нас выходит? Я родился в Луанде, в городе Луанде в 1985 году. И мама у меня была студенткой здесь, в государственной нашей сельскохозяйственной академии. Но мои бабушка и дедушка жили тогда на территории Иркутской области. Иркутская область — это соседняя наша область, да, город Усолье-Сибирская. Когда-то этот город был не нефтяников, а нефтехимиков и так далее, да. И мы с мамой уехали, улетели туда, мне было 1 или 2 месяца, то есть я покинул родину в 1 месяц или в 2 месяца, не помню сколько было. Я не помню первый мой полет на самолете. Жизнь свое детство я провел в Иркутской области. Причем даже не в самом Иркутске, да, а в городе Усолье-Сибирская. Жил я в чисто русском окружении. Во дворе, в садике, как бы в школе. Я был единственный бурят везде. И когда ты единственный человек, отличаешься по национальности от другого большинства, да, то ты о дружбе народов, в кавычках, ты знаешь абсолютно все, да. То есть и негативные стороны, и позитивные стороны, и так далее, да. И начиная вот с самого детства начал задумываться, кто я такой вообще? Кто я? Ну, то есть, да, там были, получается, какие-то и негативные, скажем, отклики в адрес национальности. Приходилось и защищать себя, и, то есть, и как-то стоять за себя и так далее. Но не в этом дело. Я задумывался, кто я такой и так далее. Когда изучал в 3 классе историю России, да, изучал, то есть, 13 век, историю России, опять же, по нашему Чингисхане, да, завоевании и покорении мира, да, я еще даже не знал, что... Старомонгольская ига? Ну да, это, конечно, неправильный термин и устаревший термин, придуманный, скажем... В школе также? В школе так, да. Мы учились с Дмитрием в советской школе, и нам так это преподавали в негативном, скажем, аспекте. Сейчас тенденция идет о пересмотре и о влиянии завоевания. Во-первых, это говорил Лев Николаевич Гумилев об этом, вы знаете, наш апологет учения евразийства. Ну так вот, я начал об этом читать, изучать, думать, да. Очень сильно на меня повлиял в свое время роман Исая Калистратовича Калашникова, русского по национальности, семейского, из села Шаралдай Тарбакатайского района, который написал прекраснейший бурят-монгол, каждый айрат, каждый халх-монгол и даже человек, принадлежащий к тюркской национальности, потому что это их история тоже, история тюркского народа также входит, история Чингисхана. Так вот, очень сильно на меня повлиял этот роман в свое время, в плане как поднятия национального самосознания, национального духа, как бы даже открытие какой-то пелены с глаз, получается, да. И начиная где-то со студенческой скамьи, я поступил в Иркутский университет, там я лето 2007. Я каждый праздник, я как если я приезжал, я думал, что когда-нибудь я перейду на родину, да, я буду изучать язык, я буду изучать свою культуру, историю своего народа и так далее, да. И это началось еще где-то лет 17-16 лет, то есть уже началось, сначала были какие-то комплексы национальные, да, а потом переросла в гордость за принадлежность к своему народу, к монгольскому миру, к этой великой истории. Дальше, после окончания университета, я служил в армии в течение 2 лет. Это была Самарская область. Да, там были разные национальности, и татары, и башкиры, и казахи. Многие знали свой язык. Когда меня спрашивали, знаешь, ты свой язык, я сказал, стыдливо отвечал нет, и так далее. Ну, это все, видите, зерном. Даже хотя бы саха или тувинцев, они все говорят, извините, на своем родном языке, ну, большинство, по крайней мере, да, они также заметил, что именно наши ребята, когда здесь в республике не сплочен, очень такие и недружные, там в армии сплачиваются, когда могут 4 человека
в роте находиться и иметь очень большой вес в этой роте, и иметь уважение высшего начальства и так далее. То есть наши буряты очень хорошо себя показывают в армии, очень достойно себя, достойными воинами. Это показывает даже история. Первый матрос, моряк, да, с морфлота, который получил звание Героя России после Советского Союза, это был именно Алдар Цыдынжапов, которого вы все вы знаете, который спас ценой своей жизни и так далее. То есть наши бурят-монголы не подводят, не позорят свою нацию в армии. Дальше. Дмитрий меня спросил по поводу бурятского языка. То есть к чему это пришло, да? Потому что каждый человек должен знать свой родной язык, да? Есть такая поговорка, если не ошибаюсь, она принадлежит тюркскому народу или монгольскому, я могу ошибаться, или это тюркско-монгольская поговорка, или нарекание, да? Ты не можешь и не имеешь права чувствовать себя полноценным человеком, пока ты не изучишь свой родной язык, традиции, историю своего народа. Иначе ты не человек, да? Сейчас такого человека, который не знает свой язык и не хочет знать, отрицает историю, это называется манкурты, да? Манкурт это слово ввел популярность, да, популяризировал. Это известный писатель из Киргизии Чингис Тариклович Айтматов, великий киргизский писатель. Его романы также на меня сильно повлияли, особенно «И дольше века длится день» роман, где там было предание о манкурте, о человеке, которого... то есть людей брали в плен другие кочевые племена, жуань-жуань, если не ошибаюсь, из найманов, да, брали их, они их связывали, получается, выбривали на лысо им голову, потом брали желудок от верблюдов, вырезку, делали такую и приклеивали на голову, получается, на шлепку. Это получалось. Она ссыхалась постепенно, человек был связанный. И в течение 70 дней их оставляли. Человек был без питья, без воды, без ничего. Он сходил с ума. А самое главное, это шапочка верблюжья, которая вот из его из желудка, она страдания. То есть у него начинали постепенно отрастать волосы, и они вырастали даже назад, да. И где-то процентов, наверное, 90 из них умирали, а процентов 10 оставлялись живых, их, получается, снимали эту шапку, одевали другую шапку им, как бы, получается, и они полностью теряли, знаете что, они забывали, кто они, свой народ забывали, и служили тем хозяевам, которые им это сделали. Они были верны своим хозяевам, кто страшные мучительные пытки им сделали, да, они готовы были за них убить, они пасли скот, у них не было мысли бежать, драться, там, защищать свой. Они были просто манкурты, получается. То есть служили на благо своим завоевателям. И вот это один из манкуртов, который принес страшнейшие страдания, а это в романе Чингиза Айтматова описано очень красочно. Он в конце убил свою мать, потому что хозяин ему сказал: убей, она тебе хочет снять свою шапку с твоей головы. А он больше всего боялся, что шапку снимут с его головы, и его эта обожженная голова, уничтоженный мозг, да, принесет ему огромные страдания. И он убил свою мать, и мать, когда умирая, превратилась в птицу и кричала его: помни, твой отец Доненбай, твой отец Доненбай. То есть, чтобы она хотела, чтобы он понял своего отца, а этот манкурт от своего отца не помнил. И вот это вот сказание о манкурте, да, сейчас можно назвать многих людей, которые не хотят знать своих предков, не хотят знать истории, не хотят знать языка, традиций. Это агрессивно от этого открещиваются. И эти люди, наверное, недостойны уважения, а достойны больше порицания своего народа. Потому что лично для меня обозвать манкуртов, наверное, одно из самых грязных ругательств для меня. Это, конечно, это не матершина, ни ничто, но для меня это очень плохое ругательство. И манкурт, это да, это характеризует людей. Так вот, я начал изучать бурятский язык по учебникам, я смотрел различные видео, трансляции в YouTube. Допустим, есть знаменитый ученый Жаргал Бадагаров, лингвист, переводчик, который создал проект Бурядар Дугараял, что переводится «говорите на бурятском». И согласно методике, похоже очень на Дмитрия Петрова, который ведет 16 уроков с английским языком, 16 уроков по немецкому языку, да, на культуре. Он вел бурятский язык, я также по ним изучал, все записывал, слушал Бурят ФМ, читал книги. Сейчас я читаю Хацанов Сараева в оригинале, конечно, со словарем, там очень много слов, которых я не знаю. И я это не отрицаю, я не идеально знаю язык. Стихи читаю, учу и так далее. Люблю смотреть передачу «Тухарик» Кимом Харганаем. Она очень интересная передача, где человек за деньги, да, проверяет знания нашего бурятского языка среди своего народа.
Также Трулхи Хэлэн, где ведет передачу прекрасная Людмила Намжелон, русская девушка по национальности, да, но, как она говорит, бурятка в душе, которая знает бурятский язык намного лучше самих бурят. И она тоже может являться примером для того, чтобы наши люди, бурят-монголы, возьми, да выучи язык, да, если русская девушка, и то она может и говорит очень хорошо, без акцента. Я говорю с акцентом еще, у меня сильный акцент, я это тоже не отрицаю. Так что нужно, ребята, девушки и парни, выходить из зоны комфорта своей, начинать учить язык. Это сразу, вот Дмитрий говорил о сроках, да, я начал где-то в 2016 году примерно, даже если не в 2017 году, да, сейчас 2019 год, и я до сих пор не уверен в правильности своих знаний, ну, то есть в идеальности своих знаний, да, я продолжаю, учу, читаю, делаю упражнения, слушаю Бурят ФМ. Нужно, когда вы уже пройдете какие-то учебники и поймете грамматику, а грамматика бурятского языка, она довольно сложная, 7 падежей, различные окончания, послелоги, различная аглютинативность языка, это такой лингвистический термин, получается, различные, получается, аналитические конструкции, подобные как в английском языке. В английском языке же есть present continuous, да, действие, которое происходит в данный момент, то есть I am speaking to you, я сейчас с вами разговариваю, да, I am watching the TV set, я смотрю телевизор, да, то есть глагол to be в формах am, is, are, да, плюс глагол основной с сингловым окончанием, да. В бурятском языке тоже есть подобная конструкция, допустим, би хуже бенеп, би хуженеп, сокращенно, да, я сижу прямо сейчас, да, би кофе я уженеп, да, би хоролдаже бенеп, хоролдаженеп, да, то есть получается подобная конструкция, что-то типа present continuous есть в бурятском языке, что я увидел свой, там есть и формы как бы и past continuous, и так далее, да, есть перфектные времена в бурятском языке. Если кто английский знает, хотя бы на уровне школьной программы, они примерно понимают, о чем я говорю. Потому что я по профессии педагог, я лингвист, переводчик, занимаюсь английским и немецким языками. И немецкий язык, я еще раз говорю, изучал самостоятельно. Английский изучал в Иркутском государственном лингвистическом университете. Бурятский язык я учу сам, также и до сих пор продолжаю учить. Я не считаю, что я такой прямо все знаю там. Я думаю, что нет предела совершенству, нужно продолжать. Так что, девушки и ребята, если вы начнете учить язык, поначалу вам будет очень сложно. Мне было очень сложно. Я человек, привыкший мыслить на русском, либо на английском, либо на немецком. То есть я знаком был с германской группой языков. Это английский и немецкий язык. Я знаю, как они работают, я знаю то есть основы этих языков, да, германские. А бурятский язык относится к монгольской группе языков. Это совсем иная группа языков. Она почти немножко по-другому работает. И мне сначала было тяжело, но потом я разобрался, поскольку я лингвист, я разобрался довольно быстро в грамматических тонкостях, строю предложения, мне не хватает словарного запаса. Хорошо писать в основном на бурятском языке. В Фейсбуке я чаще стараюсь писать на бурятском языке. Специально для этого скачал на смартфон монгольскую клавиатуру, где там есть буква У, прямая У, и бурятская буква О, вот такая получается, да, а буква Г, как я использую на английской клавиатуре. То есть я, когда пишу на бурятском языке, я на русской пишу клавиатуре, перехожу на английскую и перехожу на монгольскую, то есть на 3 клавиатурах. А что делать? Приходится, вот, я бурятскую клавиатуру еще не находил, мне Дмитрий говорил, что есть. Я потом найду, но я уже привык печатать на 3 клавиатурах. Некоторые буряты пишут немножко неправильно, с ошибками, да, на бурятском языке. То есть букву У прямую пишут как русскую У. Это ошибка, да. И букву О, вот это вот, да, пишут как буква О русская. А это ошибка. Я считаю, что нужно, опять же, выходить из зоны комфорта, писать правильно, то есть иметь уважение к своему родному языку, да. Мы же по-русски стараемся же писать правильно, говорить правильно. Говорю, ты неправильно говоришь, вот тогда исправляйся, так вот. И на бурятском языке тоже, соответственно, надо говорить правильно. И мне мой акцент на бурятском языке тоже нужно исправлять. Я опять же на русском языке все рассказываю. Если я могу подготовить речь на бурятском, вам, к сожалению, наши молодые меня поймут, а субтитры, если вшивать, да, пока еще не обладаем, наверное, такими техническими возможностями, да, потому что у нас прямой эфир и прямые субтитры, это пока еще нет такой возможности, поэтому нам пришлось переходить на русскую речь. В общем, так что сначала будет вам тяжело. Также хочу сказать, в прошлом году в сайте ВКонтакте, ну то есть в социальной сети ВКонтакте,
Я после долгих раздумий в июле прошлого года создал сообщество, паблик, которое называется «Литературный мир Бурятии». Буряде Уран Захиала Юртамсе, где я выкладываю в электронном варианте различные учебники, словари, разговорные книги на бурятском языке. Книги, то есть нашего Исаия Калашникова, Раисы Белоглазовой, Хацана Амсараева, Николая Дамдинова. Все это в электронном варианте. Если у вас нет возможности покупать книги, вы можете заходить в мою группу ВКонтакте «Литературный мир Бурятии», нажимать на смартфоне, скачивать, спокойно их читать. То есть я делаю для того, чтобы молодежь приобщить к чтению. Хотя бы начните читать наших писателей бурятских на русском языке, хотя бы с этого. И вы поймете, насколько же наши писатели творили. Такие романы, я им зачитываюсь. Это история нашего народа. От нее, там много коммунистической пропаганды, многие скажут, да. Но если отбросить эту коммунистическую пропаганду, да, советскую, возьмите даже роман Торик Дехен Хубизаян. Это называется «Похищенная счастье». Написал ее Дашарабдан Атбоевич Батажабай, наш классик. Прекраснейший роман. Это там развивается история 19 века заканчивая 1905 годом. В Российской империи происходили события в Англии, в Тибете, в Китае, в Монголии и в Российской империи. Как Аламжи, мужчина из запуганного такого, да, такой боговерующий был мужчина, да, начало у меня меняться мировоззрение, особенно почитайте на бурятском языке. Но если нет, конечно же, на русском языке. Я этот роман в электронном варианте «Похищенное счастье» выложу. Подарок вам на Новый год. Ближе к Новому году я специально приготовил, так что ждите, эта книга будет, будете скачивать, читать. И там помимо этого есть очень и очень много романов, повестей, рассказов и на русском языке, и на бурятском. Есть что почитать, есть что посмотреть. Я по всей сети нашел все фильмы, которые были сняты в советское время, которые связаны с Бурятией, с республикой нашей. И художественные фильмы, как «Парад таежного подснежника», «Песня табунчика», «Потомок Чингисхана», да. И все это у меня есть, получается, там в этой группе. Также документальные фильмы я искал, как там Сталин приезжал в 1936 году, ему одевали ДГЛ, получается, да, там он там держал Гелю Маркизову, был плакат такой: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», да. А потом он взял и папу Гели Маркизовой, ну не он лично, конечно, но и по его приказу было расстреляно, да, был расстрелян наш Орел Востока. Это был Михей Ербанов, получается. Тогда как любимчик Сталина лично был замучен и обвинен в ложном обвинении в панмонголизме. Да. Агван Даржиев, наш основатель в Санкт-Петербурге, доцент, замучен. Были просто разделена на 5 частей. Получается, ни одна республика так не была наказана показательно. Ну, единственное, что калмыки, конечно, в свое время, вы знаете эти события печальные, это очень как высылка калмыков была, это боль и нашего народа, боль калмыцкого народа, боль нашего народа, бурят-монгольского, потому что мы всегда были с вами. Мане хундуте хайнгут, мане республика да, иректы, танилсакты, быди хуюже байнабди. Манехундате ойрат мангалнут хамтата хусате бехабди та ойрат мангалнут быди бурят мангалнут хамтада хусате бехабди хаймгут бурядут уракша. Я надеюсь, что если кто-то из республики Калмыкия смотрит сейчас нас, да, из-за листы, наблюдает за нами. Да, я думаю, что вы меня поняли, что я вам сказал сейчас на нашем родном языке, потому что у нас языки все-таки, как несмотря на разность диалектов, все равно мы схожи, все мы монголы, и мы имеем общую историю. Просто так исторически сложилось, что вы живете там, в сторону Кавказа, да, а мы живем все-таки ближе к монгольскому миру, поэтому я сейчас на русском скажу, кто не понял: приезжайте к нам в республику, знакомьтесь, дружите с нами, живите в нашей республике, потому что вы наши братья. Вы наши братья по вере, братья по языку, братья по истории. Мы всегда к вам хорошо относились. И также ближе вас у нас в республике, не республике, у нас в этой стране никого нет, как калмыки, да. Ну и, конечно же, халх-монголы. Я имею в виду даже хотя бы по языковой принадлежности.
Вот примерно мои измышления, так что учите язык, не сдавайтесь в любом случае, потому что, как говорил великий Чингисхан, что он сказал? Послушайте, боишься? Не делай, а делаешь? Не бойся. Вот теперь будьте достойны своих великих предков. Великие предки держали эти знамена, они их не уронили. И мы не имеем права уронить эти знамена. Теперь нам держать молодому поколению знамена нашей великой истории. А потом нашим детям мы должны, наша сейчас задача даже вот с Дмитрием и всеми остальными, люди, которые родились в советское время, 80-е, 90-е годы, привить этот дух, национальный дух нашим детям уже. А потом, возможно, внукам, чтобы они не росли манкуртами, да, не росли Иванами, не помнящими родства, а помнили, кто они, кем они были, кем они есть и кем они будут. И не уронили знамя достойно наших предков, Чингисхана и его потомков. Потому что наши предки много веков назад жили очень тяжелой жизнью, они постоянно были вынуждены воевать. Они, то есть холодно, жарко ли, да, тяжело ли, да, садись в седло, шашку бери и захватывай новые земли, да, во имя, получается, Великой Монгольской империи. Это было такое. Многие погибали, многие кости, их лежат там, по всей Евразии. Это неизбежно, получается, да. Но они не уронили знамя. Монгольская империя, это была самая огромная по численности. Вы посмотрите, просто в Википедии откройте Монгольской империи, почитайте статью и посмотрите карту, какая была территория Великой Монгольской империи. Конечно, потом она разделилась на империю Юань, Чагатайский да, Хулагуиды, Персидский Ильханат, да, а также Золотая Орда, да, основные такие части. Потом они дальше начали делиться и так далее, да. И в какой-то степени сейчас Китай современный, да, и Российская Федерация это продолжатели, не продолжатели, а, скажем, правоприемники в какой-то степени Великой Монгольской империи, потому что именно монголы объединили, являлись объединяющим фактором для Китая и для Российской империи. И получается, на Золотой Орде выросло молодое российское государство, которое крепло скажем, из века в век, и сейчас оно является на данный момент. Китай тоже является супердержавой. Это все, а ведь до прихода монголов был разделен. Это Северный Китай, да, это получается потомки, предки маньчжуров, чурджени завоевали. И, конечно же, сама непосредственно Южный Китай, империя Сун. А сейчас он объединенный. Хубилай, внук Чингисхана, перенес столицу в Пекин. И вот китайцам это нововведение понравилось, и после этого они столицу не переносили. В общем, так. Также, если изучать историю своего народа, без прошлого, у народа нет прошлого, нет чего, соответственно, будущего. Вот человек говорит, нет будущего, без прошлого нет будущего. Поэтому нужно свое прошлое знать, в прошлом не чваниться, не бахваться, там такой-то, да, я потомок, да, Чингисхана, понятно, да. Это мы уже по праву рождения. Нет, надо доказывать своими делами, поступками. Не словами, как некоторые любят бахвалиться. Даже среди нашего народа есть такие, я не буду это отрицать, да, гордятся. А где действия? Реальные действия. Хотя бы где действия для популяризации и сохранения бурятского языка? Я просто взял, вышел из зоны комфорта, создал группу, грубо говоря, литературу «Мир Бурятии», ее развиваю, получается. И вот она теперь 2000 подписчиков постоянных, да, в группе и так далее. Я общаюсь очень хорошо с тюркскими народами. У меня очень много хороших знакомых в Казахстане, которые очень уважаемые люди. Да. У нас, кстати, с казахами тоже есть общие корни и общая история. Вы это знаете, с Казахстаном мои слова подтвердите. Также, когда я в армии встречал казахов, я думаю, ой, Зема, братан, бурят. А оказалось, нет, казах. Ну ладно, все равно, все равно братан, в любом случае. Так это было в армии. Ну, то, что надо, я считаю, что кочевым народам нужно объединяться, нужно возрождать, если даже не кочевую культуру, да, кочевое мировоззрение, потому что кочевники были всегда локомотивом истории. Они пересекали многотысячные мильные расстояния на своих конях и вершили историю. И до сих пор эта история отражается на нынешний день. И поэтому надо помнить
гордиться, но не забывать, что и нужно равняться предкам, а может даже быть лучше. Почему лучше? Нам предки это дали, это знамя. Мы не имеем права его уронить. Мы должны быть достойными. Если кто-то это уронит, то грош цена этому человеку. Я считаю так. Вот примерно пока мои мысли здесь заканчиваются. Дмитрий, наверное, продолжит. Ну да, вот, Дмитрий, смотрите, вы, как сказать, вы, получается, вы учитель, преподаватель английского языка Да. или еще каких-то языков. Английского языка и немецкого, в общем так. А где преподаете? Но В преподаем... школе или в Я в университете? школе преподавал, я преподавал в различных заведениях Улан-Удэ. Я и сейчас преподаю его, получается. То есть и в детских садах я преподавал. То есть я преподавал и со студентами, и со школьниками, и с дошкольниками. То есть опыта у меня достаточно, да. И как дети изучают языки, я об этом имею представление, да. У меня уже стаж, уже что получается? Я с 2011 преподаю, у меня педагогическая деятельность 2011. Ну сколько уже лет-то уже, Дмитрий, посчитайте. 8 же, да, лет? 8. Ну, 8 лет то у меня уже вот я преподаю. Сначала в Иркутской области начал, и здесь преподаю английский язык. Но при этом никогда не забывая о самообучении, получается. И вот немецкий потом выучил самостоятельно, и вот сейчас я учу бурятский язык. Вот, и смотрите, вот такой вопрос. Вот если по сравнению английский, немецкий язык, бурятский язык, какой язык сложнее выучить детям, допустим? Хорошо, я вас понял, Дмитрий. Сейчас я вам быстренько скажу, не буду долго растекаться мыслью по древу. Согласно классификации, да, сложности, нет такой общепринятой, но я вам скажу, грубо говоря, все языки в мире делятся на две группы. Все. Первая группа это языки средней сложности, а вторая группа это языки повышенной сложности. То есть нету легких языков. Может быть искусственный эсперанто, но я не могу прямо считать таким языком, который стал интернациональным. А именно языки средней сложности и повышенной. Я же вам скажу, какой язык повышенной сложности. Язык повышенной сложности это китайский язык. Ну, сами понимаете, иероглифика это... Многие китайцы не знают всех иероглифов до конца литературного китайского языка. Различные диалекты, мандаринский там, и так далее. А русский язык тоже считается, относится к группе языков повышенной сложности. А те, кто с рождения говорит на русском, он им не кажется сложным. Хотя не у всех оценки были пятерки. У кого была пятерка по русскому языку в школе? У меня была пятерка по русскому языку в школе. Я, получается, был бурят среди русских, да. Я читал, опять подумать, хвастаюсь, но я говорю правду, я читал быстрее всех слов в минуту, я писал правильно, у меня было либо 5, либо 4 всегда. Ниже четверки я по русскому никогда не получал, да. Но потому что я говорил и думал на русском языке, так уж получилось, я вырос в русском окружении, да. А если иностранец что-то изучить русский язык, да, и вот всю эту грамматику, вы сами знаете, кто учит грамматику русского языка, вы поймете, что русский язык относится к категории повышенной сложности. Китайский и русский, да? А теперь вторая группа, категория средней сложности языков. Английский, немецкий, бурятский тоже, я считаю, он относится к сложности. Получается, основанный на моем понимании, он где-то приравнивается к немецкому языку. В какой-то степени, к английскому языку в какой-то степени, да. Эти три языка, лично для меня, они примерно схожи по уровню сложности. Средний уровень сложности языков. Вот примерно так я могу сказать. Ну, если смотрите, ну вот, получается, ну вот я хотел бы сказать зрителям, вот такой Дмитрий Сойер у нас есть. У вас Сойер это псевдоним, а на самом деле фамилия как ваша? Моя настоящая фамилия, я Дмитрий Петрович Кушеев. Вот, Кушеев, да. Это фамилия из Кабанского района. Получается, мои корни идут из Кабанского района. Это село Корсаково, село Хандала. Примерно так. Хорошо, вот я такой вопрос еще. Вот, когда люди начинают изучать язык, да, допустим, ну какой-нибудь, вы, например, ну вы, я так понимаю, то, что у вас нету стеснения, вот такого не было. Ну, на английском языке, да, это не мой язык, в принципе, да, не мой родной язык. Я, соответственно, его изучаю. Ну, как-то я так могу изучать его, там, hello, my name is Дмитрий. Где ошибки допустил, без разницы. Англичане, видишь, в школьной программе, да, вот. И у тебя никакого стеснения, в принципе, нет. Ну, там ошибся, да, ошибся. Ну, я вот так себе, Нам по крайней мере, веду. хамагуй. А вот сейчас, в данный момент, то, что наши же сами, вот видите, какая ситуация, то, что вот я с вами буду говорить, допустим, вы владеете, допустим, бурятским языком, ну, в совершенстве. Ну, то есть, Допустим. у вас, конечно, акцент, как
Я, например, буду. Мені хонда тенухет. Ага. Видимо, Денертеп. И правильно сказал? Дима Гаженеретеп. Гаженеретеп. Вот видите, я уже, в этих, уже путаюсь и неправильно, а где-то... За Барыгалда, Барыгалда. Сейчас, Нормально секунду, все. сейчас я там что-то посмотрю. Там эфир идет, эфир идет. Все идет, вот мы, нас видно. Я там... Что-то мы там шевелимся на Нет, этой я там камере. уже отсвечиваю. И вот и хотелось бы сказать то, что... Вот, ну и вот где-то в каких-то моментах вот мы начинаем, ну я бы так сказал, наверное, я буду представлять ту сторону, которая не знает, ну, знает, ну чуть-чуть возможно, ну пытается говорить, но боимся именно... Ошибиться? Нет. Быть осмеянным. Осмеянным. Так вот. Откуда, да, Ханхипши ты откуда, да, я говорил, не понимаю, извините, на меня смотрели как на Манкурта, да, и они правильно это делали, это пожилые люди старшего поколения, получается, да, дальше, сейчас я стараюсь везде, в транспорте, на работе, если человек моей национальности, я говорю с ним только на бурятском языке. Единственное, если мне не хватает словарного запаса, я какие-то русские слова начинаю, конечно, вставлять. Но стараюсь везде говорить по телефону. Если хочу, чтобы меня кто-то там не понял даже, да, это очень удобно. Если говорить на бурятском языке, но не пытайтесь это делать, потому что есть люди, которые могут вас понять, и которые знают бурятский язык, да, но не в этом дело. Смотрите, ни разу люди, меня никто, вот, или мне повезло, или я человек такой, да, что мне никто не... Да ты с акцентом говоришь, ты там, чукао вообще, да, ты там не начинаешь, да, или там ты смеяться надо мной как-то, унизить. Никто, все наоборот, пожилое поколение с такой теплотой к этому относится, что человек, ну, молодой, пытается говорить на языке с акцентом, но говорит, понимает, и диалог, Ямыр, Залух, Берхе, Хубун, какой хороший парень, они говорят, да. Наоборот, все хвалят, получается, где бы я ни оказывался на Бурят ФМ, да, в мере своей возможности я говорю, и все поддерживают меня. Может, мне просто повезло, да. Я желаю вам, если вы станете на путь тернистый, да, довольно нелегкий, как мой, да, чтобы вам попадались на пути такие люди, которые вас поддерживали. Потому что сейчас не нужно смеяться, потому что этим смехом многие бредут, они наоборот отвращают от бурятского языка. Многих могут отвратить. Меня бы это не отвратило бы, я психанул бы. Да я выучу еще лучше, что вы не посмеетесь над мной, да. Я так сделал. А некоторые, да не, смеются, я не могу, там, все, давайте все, БРТ, да, не буду учить, там, буду манкуртом. Не, это шутка. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля правды, да. То есть я желаю вам, чтобы вам попадались люди на вашем пути, которые вас будут поддерживать, несмотря на ваши ошибки, поправлять ошибки. А вы на эти ошибки не будете так иглы там, да, свои показывать. Они вам показывают, как правильно говорить. Но здесь есть палка о двух концах, потому что если вы говорите будет на своем диалекте, да, представитель другого диалекта будет говорить, мне неправильно говоришь вот так. Но это не значит неправильно. 5 разных диалектов, и каждый из них правильный язык. Но единственное, что если литературный, ты говоришь на литературном, говоришь на своем диалекте, допустим, меня обратишь, там, что рыба загу по хорецку литературному, и он загу, и что-то у него получается когнитивный диссонанс. Как папа же мой говорит загу, да, а тут загахан, и тоже бурятский язык он не знает. Вот мой братишка, допустим, да, может корень неприятия к языку, к литературному даже, да, появились у него вот в раннем детстве, когда, ну, ему повезло, он жил в Бурятии, в отличие от меня, он жил в своей республике, на своей родной земле, и изучал, получается, да, родной язык, а у меня не было вообще такой возможности. Ну, другой пример, да, я вот преподаю, да, в различных школах преподавал даже, и дети, возьму примеров, допустим, выходцев в Средней Азии, да, пусть будет Узбекистан, да, мальчик такой есть, да, мне интересно, я лингвист, скажи, как по-вашему будет вот это слово, спасибо, он говорит, рахмат, да, как будет по-вашему, ну, ассалям алейкум, да, допустим, как по-вашему будет тетрадь, он говорит, даптар, говорю, а по-нашему даптер, видишь, как интересно, да, и ему, наверное, приятно, что дяденька учитель его спрашивает, ну, интересно же, и какие-то слова знать, мне, потому что люблю все языки изучать, мне интересно, да, так вот, он свой язык знает, а потом детям говорю, вот смотрите на этого молодого человека, да, он, Мухаммад его зовут, да, он знает свой родной язык, он живет за 1000 километров от Узбекистана, от родного, хотя он, ну, да, от родного, допустим, города, да, и знает свой язык, да, и не забывает, и говорит на нем, да, там и так далее, он знает. А вы, дети, ну, представители титульной нации Республики Бурятия, живя в своей республике, на своей земле, и не знаете.
Вот этим самым, может быть, я где-то с осуждением, но я подводил детям, что нужно знать свой язык. Вот если Мухаммед знает, а живет, получается, ну, на чужбине, да, но язык не забывает. Я говорю, ты дома говоришь на языке? Он говорит, говорю. Вот. Спрашивал у азербайджанца, вы говорите? Он говорит, говорю. Вот, ехал один раз в такси, там был азербайджанец, мы с ним разговаривали, да, мужчина пожилой. Как у вас, если не знает язык родной, да? Он говорит, да у нас в Азербайджане, если человек не знает родного языка, допустим, мужчина, да, молодой, до него ни один аксакал, дедушка или папа, да, свою дочку за него замуж никогда не выдаст, если он не знает как, ну, азербайджанского языка. Вот вы представляете, как это, как они уважают свой язык? Или другой пример, если девушка, азербайджанка, ну, приехала, допустим, из Москвы, да, не знает этого азербайджанского языка, традиции своего народа, истории, ее до замуж нормальный, ну, азербайджанец, парень, да, не возьмет ее замуж, вот. И вот этому, вот такому отношению к языку нужно как бы стратегию, там, как сохранить, да, очень умные слова. А я говорю вам не такими умными словами, я говорю обычным нормальным языком, да. Нужно гордиться своим языком. Посмотрите на всех народностей вокруг нас. Посмотрите на Сахалар. Не Сахаляр, а Сахалар, да, вы знаете, Саха, что я имею в виду, да. Это большинство знает якутский язык. Не говорю, что 100%, но знает. Да, посмотрите на Тывалар, тувинцев, они знают свой язык, да, тоже. Опять же, это наши ближайшие соседи, да, национальной республики, я это имею в виду. Я не говорю туда, там, на запад. Про кавказские народы я вообще молчу, да. Все народы гордятся своим языком, просто гордятся. Какая-то даже в душе переполняет. Я горжусь, что я язык изучаю, знаю. А вот многие не гордятся этим, да. А некоторые не знают, даже этого не стесняются. А некоторые даже выпячивают, да я не знаю бурятский язык. В 90-е годы было модно, да. Если ты говоришь на бурятском, да, ты головар какой-то, да, и так далее. Это вообще специально было, я так считаю, мозг промыт бурят-монголам, да, чтобы люди стали манкуртами, да. Модно было говорить на русском языке и так далее. Надо русский изучать, надо поступать в вузы, надо все учиться, но родной язык забывать нельзя. Мені хундате бурят мангалнут турел хле бумар тарет мане бурят агуихе тухе мане бурят монголес сайол мане занша. Это все богатство нужно сохранить, понимаете, наши традиции, обычаи, язык, культуру, да, религию, все это нужно сохранить, этим беречь и гордиться. А иначе этого, кто мы будем после этого? Мы можем уронить. Не дай бог, конечно, что они не смотрят. Все смотрят и видят на нас, как мы сейчас здесь вот с вами живем, да, пьем кофе, сидим в смартфонах, да, там кто-то там комментарий написал, да, сейчас я это его, да, с ним буду, сейчас шашку взял, да, пошел, получается, рубиться с ним в комментариях, да. А нашим предкам было намного тяжелее жить и в советское время, а там в 14-13 веке еще тяжелее, но они же не уронили это знамя, они были достойны зваться, быть вместе в одном полку с великим Чингисханом. Между прочим, Чингисхан был признан человеком второго тысячелетия. Вы же знаете об этом, Дмитрий, да, получается? Ой, извините, да, второго тысячелетия. Человеком первого тысячелетия был назван кто? Иисус Христос, получается, да? А человеком позапрошлого тысячелетия, я считаю, что это был Будда Шакьямуни, Сиддхартха Гаутама. Лично мое, да, получается, такое мнение. А Чингисхан был признан человеком второго тысячелетия как первый глобалист, как первый человек, который провел такую глобализацию, огромную империю, в которой жили большое количество народов, огромное количество народов. Это был, да. Мы, даже вот монгольский народ, близко с народами, с народом Саха, Тывала, с монгольским народом, с казахским народом связано, с получается, башкирским народом. Я перечисляю сейчас народы тюркские, да, которые здесь проживут на территории Российской Федерации, да, и на территории постсоветского пространства. Да, я вот и в армии, когда служил, очень хорошо общался с башкирами, татарами, получается, как-то мы находили общий язык с этими потомками кочевых народов. Находил даже, что башкиры на нас чем-то похожи, обычаями и так далее. Калмыки у меня были знакомые. Армия тоже, кстати, интересная вещь. Если кто служил, они, наверное, знают. Вот так, примерно. Дальше, Дмитрий, что-то еще. Зуб холнет. Зуб холнет. Ага, зуб. Или зубор холнет. Правильно. Я переверну камеру. Я не знаю, там, то есть посмотреть надо. То есть, возможно, вот так будем
Вот переключу такие. на нас. Подождите, вот в таком варианте, даже, допустим, даже если включим, чтобы я наблюдал, 15% у нас осталось, 24 человека смотрят, интересно рассказывайте, вам пишут. Дальше хотелось бы сказать, а вы не думаете так, что, может быть, надо как-то, вот сейчас, может быть, вот мы сейчас об этом говорим, может, вот я, да, ну, как сказать, я, в принципе, не стесняюсь, но желаю изучить, выучить бурятский язык. Би жамадным буредар, би хочу, желаю. Хананып желаю. Хананып Би буредар буредар хоролдыжы. Хананып. Ладно. И хотелось бы сказать следующее. А вы не думаете так, что надо как-то, может быть, вот сейчас вот, ну я так просто предполагаю, неплохо было бы, если бы вот, сделать такой всеобщий клич, ну клич или там как называется, ну то есть распространение такое, то что ни один Челлендж, типа. ни Типа один челленджа. ни один знающий бурятский язык не должен смеяться над другим, если он говорит как-то неправильно. Он должен наоборот поддержать, и корректно не поправить. посочувствовать, Да. не посмеяться, а вот именно поддержать. Да, ты хочешь, ты правильно, ты вот здесь, вот как вы меня сейчас поправляете, Дмитрий, вот так же это было бы правильно. То есть и люди бы говорили бы на этом, допустим, вот как говорят, ну да, вот если, ну как-то что-то не, как сказать, чтобы было бы некультурно, если да, в компании находится еще один молодой человек, допустим, ну, так скажем, парень русский, допустим, да, и, ну, или другой какой-то нации, то есть мы сидим, разговариваем, у нас двое, если мы на бурятском языке разговариваем, третий человек у нас не знает. То есть кто-то бы написал, пусть изучает он тогда, да, то есть, ну, есть такие люди, как называется, есть такое, да, которые могут и такие комментарии написать. Но я бы хотел сказать, что, ну да, даже если мы находимся вдвоем, всегда, допустим, как я понял, тут идет не то, что тут идет учеба, так сказать. Вот. Взаимообогащение знаниями. Я у вас учусь чему-то, вы где-то, может быть, у меня учитесь. Взаимообогащение Но происходит. вы так не думаете, что вот такой челлендж нужен все-таки, вот, чтобы бабушки, дедушки, вообще неважно какой-то, вот даже как вы говорите, вот в кавычках, ну как говорите, головар, да, но тогда деда, как даже и в деревню, подсмеивать. Да, Стесняюсь. проще сказать там, да, я там, да, вот и все. Ну, в моем случае так оно и произошло. То, что у меня детский сад, ясли, детский сад и школа, и все вот здесь. То есть, если какой-то момент я и ездил в деревню, то есть там совсем на чуть-чуть, и то есть я уже и не помню того времени, ну, тех моментов. Но жимних жингын, тигет би жамадным буредар, и тигет би хылхым, жахал, Хоролдыжы хананып. хоролжи. Хочу говорить. Да. Ага. Узыже хананып. Хочу изучать узыхые Да, хананып. и вот смотрите, вот смотрите, даже сейчас, может, зрители смотрят на меня, смеются, посмеиваются, возможно. Хотелось бы. Так, и вот сейчас у нас дошла карта. Ага. Да? Тогда Вот так. И хотелось бы сказать то, что вы как Бакша, да, то есть вот этот канал полностью, то есть хотите помочь, то есть, ну, я так думаю, то, что я бы сказал бы так, что возможно это и есть твое предназначение. Вот даже я вот сам себя смотрю, когда в зеркало, допустим, дома, и понимаю то, что для чего вот это ты все взял. А может быть и не надо вот этих всех у меня движений. тоже, нет, у меня тоже есть и, ну, то есть дети, мне надо их поднять и личная как жизнь, говорится, все. поднять на ноги, да, поставить. И соответственно, и где-то в каких-то моментах я где-то что-то не могу успеть, а так понимаю то, что пока ты знаешь вот это, владеешь этим интернетом, этим тот же самым ютубом, Возможности да, ютуба. возможности, да, и, ну, я бы сказал так, у меня не настолько, как говорится, я умен, но у меня есть какой-то возможность, как мне говорят люди со стороны, у тебя есть вот этот, как называется, внутренний стержень, ты можешь людей объединять. Дух. Нет, именно бы сказал, объединять ты можешь. Вот у тебя как-то вот так получается, что я могу объединить людей. Вот то, что сейчас вот ребята, ну, то есть смотрят, да, сейчас нас, допустим, может быть, они и действительно подчеркнут этот момент, ну, мало ли. Но я вот хочу сказать то, что вот
Вот даже тот же сам, наш Зултан, да, который на площади Саетов на канале Республика Бурятия, то есть он тоже интересный по-своему человек, да, у него он образованный, начитанный, да, и, он образованный. И вы в том умный. числе также, вы преподаватель, вы владеете четырьмя языками, да, английский, немецкий, бурятский, русский, еще да. может какие-то мы не знаем. Пока нет еще, все. Вот. И смотрите, вот, Хочу монгольским. вот я хотел бы сказать зрители, вот и между зрителями и вами вот такой вопрос задать. А вот такие, как я, допустим, или еще даже, возможно, которые вообще с нуля хотят узнать, изучать язык, с чего начинать, и вы можете нам помочь, Дмитрий, в этом, так сказать, направлении? Может быть, когда мы только заговорили об этом, об изучении, вот когда я заговорил об изучении бурятского языка, то, что я открою канал, ну, Бурят ТВ, то есть и мы с вами вместе это все сделали, и Алексей Данилович Башитов тоже в этом, как говорится, участвует, и вы сейчас участвуете. То есть, может быть, и женщина мне позвонила, она говорит, я уже, так скажем, я раньше я говорит, преподаю бурятский язык, и она могла бы приходить где-то и начать обучение, возможно. Вот, дипломированный специалист по бурятскому языку, который да. мог бы, допустим, мы бы смогли с вами сесть, я, допустим, ученик на продвинутом уровне где-то, да, помолчу, где знаю, вы, допустим, на начинающем уровне начнем, да, и вместе, чтобы была группа неоднородная, из разных людей, разного желательного возраста, социального классов, да, получается. Ну, то есть это же интересно, как вот состояли Дмитрия Петрова на культуре, да, его уроки. Вот он собирает различных людей, музыкантов, там, певцов, актеров, да, абсолютно разных по возрасту, и учит с разным уровнем знания. Это же было бы прекрасно, если, вот вы говорите, вы вышли на контакт женщины, дипломированного специалиста по бурятскому языку, это, я считаю, что дорогого стоит. Она мне позвонила, она говорит, я могла бы приходить, где-то подсказывать, именно по журналистике. Мы же хотели канал на бурятском языке открыть, возможно, то есть можно же его также разбить по часам, по дням, по времени, то есть где-то утром, возможно, там, не знаю, там какой-то день, что-то, мультфильмы на бурятском языке, вот то, что с переводом, допустим, брать вот те же самые мультфильмы и включать, то есть дети могли бы смотреть, ну, как я не знаю, как не то, что как YouTube для детей есть же, там, когда они включаются, а вот именно какое-то время могли бы включать, и также это можно было бы в записи это все просматривать, то есть какой-то, допустим, подборка, плейлист, да, делать детские мультики. И все, они вот все переведены. То есть там вопрос уже категория, то есть от 3 до, там, от 0 до 3 лет. Это было бы хорошее подспорье я вообще. так думаю, да, и вот мне бы хотелось бы, Дима, я примерно как вижу, я бы хотел бы, то есть чем лучше YouTube, то что ты всегда можешь, вот чем отличается телевидение от YouTube, телевидение прошло, ты опоздал, ты не увидел. Все, да. А YouTube можно открыть и момент посмотреть тот урок, допустим, урок 21. Я на нем остановился, я его включаю, еду в машине. Нажал на паузу надо, если в машине там, даже позвонили. слушаю, включил, в пробке едешь, изучаешь. Вот, То есть так конкретно есть. вот так вот это можно было. Сидишь, изучаешь в пробке, как я вот сижу, Бурят ФМ слушаю, вот в пробке сижу, не парюсь, да, и за время не теряю, как просто Нет, так. хорошо. Да, и вот дальше продолжайте. И самый момент такой, то что как бы самая же основа основ, то есть как-то играючи изучать этот язык. То есть я понимаю то, что это как-то, вот все зависит от учителя. Вы же согласны с этим? Конечно. Один учитель может там, от личности учителя, я даже бы сказал, да, от а есть личности его. какой-то, личность учителя, допустим, он рассказывает как-то интересно. Вот он говорит, например, на русском языке. Ну, для начинающих да, сейчас. конечно, на русском придется. Вот я, например, его понимаю, я более взрослый. Конечно, если я тем более сам хочу изучать, я буду его слушать внимательно, о чем он говорит. И он говорит, вот, смотрите, так. И чем хорошо, допустим, возможно, прямой эфир, да, люди могут и писать вопрос какой-то, то есть одновременно уже сразу задается вопрос, я не понял. Обратная связь, то есть, да? И не надо никуда ехать, изучать его из какого-то, даже человек может быть находиться в Москве или же на другом конце мира. Да, хоть в Америке, да. Да, и может изучать, и вопрос также может задать, написать, вот, а вот этот, не понимая вот этого. И, то есть, как-то, я не знаю, как-то это надо реализовать, Дима. Я думаю, что очень хороший, главный вопрос нашему учителю, да, я думаю, что на все говорят, да, как говорят мусульмане, да, иншаллах, они говорят на все воля Аллаха, да, мы тоже посчитаем, что на все воля Всевышнего, но на Бога-то надо надеяться, есть русская поговорка, да, на себя плашать не надо, да,
Потому что наша цель, да, вообще молодых, ну какие мы, не сильно уже молодые, но тем не менее, все-таки пока еще не совсем старые, да, во-первых, заразить своим примером молодежь, да, и получается не останавливаться, да, у всех есть дети, у всех есть семьи, да, это понятно. Работа, у кого-то 2-3 работы, допустим, у меня 3-4 работы, допустим, да, и все равно нужно уделять время самообучению, самообразованию бурятского языка, это касаемо в первую очередь. Как вот так же вот живя, да, на своей земле, на земле своих предков, да, в своей республике, да, и не знать языка. Это страшно, молодые люди. Это довольно страшная и печальная история. Поэтому, видите, в свое время я перешел в зону комфорта и создал группу литературы «Мир Бурятии», где там, я уже говорил, вы можете скачивать, да, учебники. Кстати, опять же, да, с чего начать? Просто, когда сегодня в описаниях будут ссылки на мой Инстаграм, на мой Фейсбук страницу и на мой ВКонтакте, мою страницу ВКонтакте, личный аккаунт. И там будет еще ссылка на мою группу «Литературный мир Бурятии». Там в шапке, как вы зайдете, там есть необходимый спектр учебников в электронном варианте. Это, получается, разговорник бурятского языка ЦЖ Будаева, потом это учебник бурятского языка, Пахутова, по-моему, потом Аюнтул Хюр там будет, 2 словарь русско-бурятский, потом бурятско-русский 53 года и словарь 2010 года Черемисова и Шагдарова, получается. Все это я, получается, сам не сканировал, я уважаю авторские права, я это находил, получается, на официальных источниках, получается, и все это выложил. Вы можете скачивать на телефон любое слово, словарь скачивать и начинать уже изучение, да. Также у меня в группе вы найдете по хэштегам бурятский язык уроки Жалгала Бадагарова, передачу Тухурик Кима Харганаева, Турулхиха Лэнс Людмила Намжелон первый сезон, второй сезон Жаргала Бадагарова, Бурайдар Дугараял, да. То есть учите, даже из моей группы заходите, ищите ВКонтакте «Литературный мир Бурятия», там Аббат Ажабай нарисован будет наш писатель-классик. Скачивайте, читайте, смотрите. Сейчас все это можно учиться, молодые люди, не тратя ни рубля денег. Ну, за интернет, конечно, заплатите, и 500-400 рублей. Изучите, учитесь. Сейчас учись не хочу в наше время. Хочешь изучать английский? Миллион уроков разных методик, немецкий, китайский, да, бурятского меньше, но мы стараемся эту ситуацию переломить. Я все по кучкам компилирую, по крупицам и слажу в одном месте, в моей группе «Литература Мир Бурятии», чтобы люди изучали, то есть делюсь своими какими-то находками с вами. Вот так все получается, как это буинханеп, то есть делаю добродетель, чтобы люди не забывали свой язык, свою культуру. Там не только о языке же, да, там и сказки вы найдете, улигеры, там и ГСР будет, а и Аламжи Марген в электронном варианте вы найдете, эпос наш бурятский, да, и мультфильм, кстати, на бурятском языке там тоже у меня есть, фильмы, как я уже говорил, о Бурятии, статьи различные о языке, о развитии, книги, если хотите «Жестокий век» почитать, да, Исая Калашникова, да, заходите, ищите в ленте, и там все будет по хэштегу книги, да, читайте. Вот изучайте, хотя бы начинайте изучать бурятских авторов, хотя бы пока на русском языке. Может, нужно с чего-то начинать, да? А я вам честно скажу, мои наблюдения, что наши авторы из Бурятии были очень-очень талантливыми людьми. И некоторые из них даже были по уровню не хуже петербургских авторов, московских авторов, были очень талантливые, которые писали на бурятском, на русском языке. Как только вы начнете читать нашу литературу, вы поймете, она нам близка. Ну, допустим, мне Чингис Айтматов близок, да, но мне близка наша бурятская литература, очень близка, потому что я нашу литературу люблю, изучаю. Я, кстати, коллекционирую книги бурятской литературы, у меня, по-моему, уже свыше 500 книг, изданных различные годы, бурятских наших авторов. У меня там в Инстаграме есть фотографии некоторых из моих книг, из моей коллекции, в Фейсбуке все это я укладываю в своей группе. Так что хочу заразить вас также, ребята, коллекционированием. Коллекционируйте книги наших авторов. Сейчас они стоят уже довольно немалых денег. Я потратил огромное количество денег на свою коллекцию бурятских авторов, да.
Поищите в своих старых сервантах, зайдите в гости к бабушке, посмотрите в книжных этих полках, в ящиках, в гаражах. Вы найдете, я вот так вот тоже везде искал, скупал, везде на Озоне, на Авито, да, в различные наши книголюб магазин в Лондоне ходил, на проспекте 50 октября, Пушкинскую лавку на Гагарина, да, и до сих пор я собираю книги. Допустим, хочу собрать все издания Хацанам Сараева, романа «На утренней заре». На бурятском у меня есть, а я собираю на русском. У меня некоторых годов не хватает. Допустим, 53-го года у меня есть издание, 74-го у меня, 89-го года издание, а каких-то годов мне не хватает. Или, допустим, роман Жансонта Тумунова, так называемый «Степ проснулась», «Нерхо Харенхентла». У меня тоже некоторых годов нету, а я хочу все года собрать. Вот такое вот у меня немножко, наверное, увлечение странное, но я хочу вас заразить увлечением. Собирайте бурятскую литературу, читайте наших бурятских авторов. Это очень интересное и полезное занятие. Сейчас я попробую перевернуть телефон, на зарядку переставить, то есть и сейчас я просто будет помехи такие небольшие. А вот, Дмитрий, вот вы говорите, то, что вы собираете коллекцию по... Имеется такая книга, и они готовы, вот, допустим, куда-то отдать, и как якобы, ну как бы сказать, Дмитрий, вот, помогите мне. Мы его Только тихонечко. главное ничего не нажмите. Сам не слышал. Правильно? Батарейка уже, как говорится, ничем мы не перевернутый вверх тормошкой. Нет, вроде бы мы нормальный. Потому что я его перевернул. Так, и смотрите, вот, вдруг кто-то хочет, допустим, дать свою книгу, но они хотели бы, допустим, передать какой-то музей. Музей это не вариант. Вот Почему бы не вариант? Я, наверное, в дальнейшем у меня столько уже большая коллекция, что у меня, возможно, будет свой музей, посвященный литературе Бурятии. Конечно, это может будет звучать довольно смело, но если вы зайдете, посмотрите мою коллекцию, которую я еще и не все даже сфотографировал, то это, наверное, уже реально уже музей истории литературы Бурятии. Причем я собираю книги, чаще всего, изданные в советское время, очень много лет назад, получается, да. Допустим, самые ценнейшие мои, получается, книги, изданные при жизни авторов Раисы Белоглазовой, да, Исаия Калашникова, Хацанам Сараева. При жизни у меня есть изданные книги на бурятском языке. Это мои самые, скажем, бриллианты, да, получается, коллекции. Как некоторые собирают пластинки винила, допустим, Deep Purple, Led Zeppelin, там, Black Sabbath, да, там что-то, Scorpions, да, собирают, или там The Beatles, да, это аудиофилы, да. Некоторые собирают, допустим, марки, филателисты, да, собирают монеты, скажем, так называемые нумизматы, да. А я библиофил, причем я не собираю, допустим, не издания Пушкина, да, я Пушкина везде могу найти, в любой книге, да, если он литературу даже очень сложно найти, потому что они издавались немножко меньшими тиражами, чем Пушкин, и немножко меньше, да, а также для меня поэтому она составляет очень важную коллекцию, потому что книга зависит не от дороговизны переплета, не от дороговизны стоимости, а от близости к твоему сердцу. То есть ваша коллекция, она должна быть близка к твоему сердцу. Пушкин Александр Сергеевич, когда его ранил Дантес смертельно, да, перед смертью, какие последние были слова его? Он сказал, посмотрел на свои полки с книгами, и когда он умирал, Пушкин сказал: «Прощайте, друзья, мои книги». Так вот, и я хочу, чтобы книги тоже были вашими друзьями, потому что мои книги — это мои друзья, я с ними общаюсь, читаю, смотрю, они мне возвеличивают мою душу иногда, когда мне тяжело. Я просто сижу с ними, медитирую, перебираю их, трогаю, это какой-то... Если хотите, какой-то даже, может, фетиш, да, получается, выражаясь таким, конечно, немножко пошлым словом, но это можно так называть, да. Я очень люблю книги, получается, наших бурятских авторов, особенно изданные до 91 года. Вот так, я даже Дмитрий у себя пороется в книжном. Есть, наверное, дома книжный шкаф у вас? Или у родителей, может быть? Не знаю, там смотреть надо. Ну, смотреть надо, а вот если посмотреть надо, найдете какого-нибудь Хацанама Сараева 53-го года, допустим, первое издание романа «На утренней заре», а почему бы нет? Вот для меня, допустим, это будет целый бриллиант, как бы, ну, как в коллекции, да, находка. Для кого-то это будет просто книга, да, ну вот так вот. Характе. Ага, харахахаракте, да. Ага, да, Тим Болно. Ну, характыл, да. Ага. Сейчас я, вот, ну все, зарядка вроде пошла, 8, я думал, сейчас она упадет, ну, в общем, как-то так. Да, мы находимся в Гебаре с бывшей, вот здесь, Baby Рис, не знаете? Какого? Нет, врать не буду, не знаю. Ну, в общем, комментарии потом почитайте после эфира, вот, которые вот, нам писали сами. И вот он отлично подает материал,
может стоит также и бурятский язык давать на YouTube. Вот я как раз вот к Ну, в этому его хотел бы методике, я так вам, понимаю. да, я хотел бы вам так сказать. Может кто-то смотрит сейчас, учителя посмотрят по бурятскому языку, то есть я бы так сказал бы по всей Бурятии, возможно, Надо маленько повернуть чуть-чуть. Ага, то не видно вас. по всей Бурятии, может быть, кто-то сейчас посмотрит, ну, учителя, которые преподавали бурятский язык в школах. Или сейчас И, преподают да, даже, или, да. возможно, они хотели бы ну, преподавать, допустим, помочь, да, допустим, Развитию нашего канала. Это было бы не замечательно. нашего всех каналов. Нет, да. я имею в виду Ну, нашего всего да, народа. Это да. не наш, не мой личный канал Дмитрия Сойера или Дмитрия И я хотел бы- Баирова, да, и а хотел бы, да. всеобщий канал. Да, и хотел бы сказать, что вот именно каждый должен внести свой вклад, да, допустим, где-то в каких-то моментах говорят, что мы где-то какие-то слова потеряли, то есть есть такие, помните вот эти хохмы, окошко, подоконник, что-то там, Кеска на стол дыре прыгает лед, а милка, нет, тарелка милка те проливает лед. Вот это вы имеете в виду? ну и что там, где-то там нет таких слов, заменить, которые можно. Конечно, можно заменить, получается. Как кошка будет? Мизгая, да? Блюдце. Столдеры, ну, на стол получается, да. Вот, Бодо вот поднялась. Вот, это можно все заменить, получается. Бодо. Это все можно заменить. Такая старая хохма. Вы, опять же, вот, различными бурятскими, скажем, не родами даже, а племенами, да. Допустим, как некоторые люди смеялись, что над Эрху бурят, которые не могут найти эквивалент, получается, да, бурятский, да, они находят, получается, его в русском языке, да, и получается, да, кеска, столдеры, пригадлет, миска, малкоте, проливадлет, да, ну, в общем, может, где-то есть даже доля истины, но нужно, получается, говорить не на каком-то там суржике, да, непонятном суржике, а на бурятском языке, пытаться находить соответствие, просто думать своей головой, как сказать, саган харгда, ябакты, саган сачхалте, ябакты, это получается, то есть идите по благополучному белому пути, да, получается, и пусть у вас будет мысли, голова свежая, светлая, белая, ну, то есть светлая, бурятский. В сетях, ну, то есть где-то в группах есть как раз у вас ссылки. Не могли бы вы, допустим, эти ссылки, то есть ну, логин и пароль у вас от канала Бурят ТВ я вам тоже сейчас дам. Вы можете сами, там написано, где сообщество, Зайти. там можете, допустим, опубликовать фотографию и прямо к этой фотографии текст именно с ссылкой на что-то. Но хотелось бы сразу сказать то, что если даже люди по большей части и в возрасте, которые смотрят, они не пользуются ни Фейсбуком, ни ну, какими-то социальными... Возвращаемся к началу разговора про телевидение опять, вот вы Да, говорили. то, что нет, возможно у них есть, а вот смотрите, когда телефон приобретают, у них уже встроен YouTube. Даже если дети дарят своим родителям Да, или всё покупают телефон, то есть у них автоматически есть стоит YouTube. У них может не быть ни Вайбера, ни WhatsApp, ни Телеграма, ну допустим, к примеру, да. а тем более Facebook и ВКонтакте. То есть это сложнее, то есть найти вашу, то есть как это называется, ваши сообщения, там, ну, которые ссылки вот на какие-то фильмы. Вот мне было бы интересно загрузить, посмотреть на YouTube этот фильм. Но я так думаю и предполагаю, то, что YouTube канал, сейчас сам YouTube, он может заблокировать вот, авторские права, все, что с этим связано. Нет, ну давайте попробуем тогда. Попробуем. Если что, если люди, то есть если зрители не против отстаивать интересы, допустим, этого канала, вы, допустим, опубликуете тот же самый мультик, вот я видел про Баира и какого-то, да, там вот это, то есть, Бархэ мультфильм. да, и то есть где-то вот как типа подобного что-то вот с этим связанное, то есть если примерно на бурятском языке вот мультики, да, допустим, они какие-то, допустим, даже, видите, авторское право может же нарушено быть. То есть мы, допустим, опубликовали тот же самый «Ну погоди», ну то есть с переводом на бурятский язык. Надо договариваться с Котеночкиным, ну, если он жив, если не знаю. Ну, в смысле, с правообладателями надо договариваться. Да, вообще с Желательно любым бы. правообладателем Да. надо, получается, договариваться. Это интеллектуальная собственность, ребята. Так что сами понимаете, наше время это серьезно все, это не шутки. То есть, наверное, от каждого, я хочу почему сказать, то, что от каждого должен быть свой вклад, а вдруг кто-то действительно знает этого человека, которого вы назвали сейчас фамилию. Котеночкин. Нет, примерно, я Да, вот примерно, образно. режиссер. А кто-то кого-то где-то знает, и там
и, может быть, и разрешения какие-то имеются. То есть это было бы неплохо. И хотелось бы сказать то, что все равно надо начинать все-таки не с длительных, вот как вот таких, ну, можно во всех направлениях начинать вообще. То есть это не повредит. Ну, то есть надо развивать именно, как называется там, по плейлистам. Тут же именно как альбомы. Да, мультики, Плейлист. Это фильмы. нужно открывать плейлист, если мы просто говорим на бурятском языке, допустим, именно можно сделать плейлист разговорный, но, ну так скажем, возможно, кому-то посмеяться, вот типа надо мной, да, ну типа так, ну так, Ну да. вот он начинает, он здесь неправильно ударение ставит. Хухью бурят. Или, возможно, ну как, я не знаю, там какие-то такие моменты, может быть, мало ли, там, может, какие-то плейлисты, разговорники. Давайте вот сегодня будем говорить, учить, изучать вот так на ломану. И всем интересно, то есть, конечно, те, кто знает язык, ну, будут смеяться над моими словами, да. А я не смеюсь, допустим. Нет, к примеру, допустим, вот и сами же мы говорим, чтобы не смеялись, с одной стороны. То есть, ну, наоборот, ну как-то, и мы не говорим то, что не смеялись, то, что поддерживаете. То есть, энтузиазм должен быть. Вы, если увидели человека, который говорит и где-то там пытается, жаманно. То есть, жа это значит, ну как, я неправильно говорю, если, нет, мне когда слышно... Жахн, вы хотите сказать? Жах, ну, жах это мало, немного, да, вы имеете? Ну, жа для меня это типа... Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Типа, я думаю, что да. это какой-то сокращенный. Ну, Когда от слова мне жахн. Да, жах. там буредар мындык-то, мне, например, за вопрос, я говорю, бижа буредар Ну, мындык. да, захан. Захан? Не, обычно Нет, говорят... у кого-то, может быть, жа есть такой, нет? Вообще. Ну, я Откуда я взял это? слышу впервые, но я так думаю, что жа это сокращение слова жахн, маленький, мало, переводится жахн по-бурятски. Это сокращение просто, видимо, жа. Ну, простород, Ну, как... вы не слышали жа. Нет, не слышали, Вот, честно. Я, значит, какой-то... Я, честно, как лингвист, сразу же это, слово жахан провел параллели, вот и все. Ну, в общем... Ага. Я говорю, мы бина гэ захамадна, ну, типа, знаю кое-что немного, да, как, допустим, ich kenne etwas Deutsch, я по-немецки, я знаю там кое-что по-немецки, то есть, так сказать, по-немецки, да, etwas, это кое-что, etwas будет по-немецки, да, Ну, тут, и так далее. Тут вот Наталья Цыбикова написала, словарь надо создавать для тех, кто начинает изучать язык. Ну, словарей много, я так понимаю, есть словари? Словари даже в моей группе есть. Скачивайте, пользуйтесь. Это все абсолютно бесплатно. Я, получается, не для своего обогащения это сделал, а как бы буин, чтобы люди скачивали на телефоне, чтобы был словарь. Вот, можно мне теперь вот добавить? Вот, и я, наверное, все-таки в защиту стану, ну, как-то, ну, может быть, кто-то меня сейчас осудит. Мы, вот сейчас вот новое поколение, они любят глазами смотреть. То есть они вот именно... Картинка. Да. Мы можем включить его, смотреть, интересно слушать и наблюдать. То есть обучение, именно словарь тот же самый, но только его включил, ты его смотришь, вот как урок. Взять вот... Понял, на доске. Да, мы вот сейчас придумали, подождите, я сейчас не придумали. Вот я беру, ну, грубо говоря, словарь на бурятском языке, вот. Да. Вы открываете как бакша. Открыли и начинаете сначала до конца, но вы его называете урок номер 1 и заливаете в YouTube. И даже, возможно, на прямом эфире, а возможно в записи. И то есть вы когда рассказали, вот, первое, в словаре что-то там написано же, да? Первое там, вступление, там что-то там. Сэмбэно, это там, да, здравствуйте. То есть вот как раз от этого и начинается, да, допустим, первый урок. Второй, там, слова, например, да, вот эти, и изучение. И потом составление слов. Как меня зовут, да, там, Составление уже фраз, то есть представиться, как на языке, да, себе и рассказать. Тут как раз таки, вот эти вот, я видел, что на каком канале это вот там парень преподавал, то постоянно на доске рисовал. На бурятском, да, вы имеете в виду? Это Жаргал Бадагаров, сейчас, о котором я говорил уже, это Буридар Дугараял. А вот на YouTube есть вот это его? У меня все уроки его есть в моей группе «Литература мероприятий», и на YouTube он тоже есть, Жаргал Бадагаров, да. Вот, в общем, это прекрасный педагог, очень талантливый, лингвист и переводчик. Я ему лично сделаю большую благодарность выражаю, потому что я в свое время на начальном этапе просмотрел все 16 уроков первого сезона Буридар Дугараял, Жаргал Бадагаров. Вот. Ищите, получается, называется Бурядар Дугараял. У меня в литературе мероприятия есть тоже все, получается, я залил в контакт из YouTube, получается, перезалил, да. Опять же, не с целью своего обогащения, да, или там поднять популярность, а просто, чтобы люди, как я, учили, изучали, да, и так далее. ВКонтакте, кто-то не хочет, может в YouTube писать, пусть ВКонтакте смотрят. Получается, вот так вот. Собрал все в своей группе, чтобы людям было комфортно. Там очень много, кстати, видео, если кто-то интересуется
учение Будды, да, учение Будды, Буддын Хоргал, да. Заходите тоже, смотрите, там много видео, книг о буддизме, и еще будет больше. Потому что у меня очень много материала, просто я не тороплюсь прямо в один день все выложить. Зачем надо? Постепенно, не торопясь, выкладываем, чтобы люди сначала одно переварили, прочитали, простыли, потом другое и так далее. Я думаю, что сейчас на новогодние праздники, если из планов, да, с моей группы, я хочу вылаживать 30-серийный сериал, который называется «Чингисхан», который сняли Китай и Монголия в 2006 году. Я думаю, людям интересно будет еще раз посмотреть историю великого нашего отца Чингисхана, да, и получается, кто его не видел, посмотреть, а кто его еще раз освежить свою память, то есть особенно его биография, получается, и так далее. Все снято. Это самый лучший сериал, который я, наверное, видел о Чингисхане. Именно так называется «Чингисхан». Ну, я его смотрел, просто у меня вопрос на таком же, да, переводе, на русский язык. На русский язык. А если был бы на бурятском, на бурятский... было бы идеально, если его перевести на бурятский язык, да, получается, было бы очень хорошо. Для этого же нужно просто дубляж, да, мужской голос, женский. Ну, хотя бы, да, хотя бы мужской, женский. А помните, как в 90-е годы, получается, да, вот эти Володарские все эти, да, которые, твою бать, да, вот это было, помните, да, они переводили. Один переводил все фильмы-то. С Брюсом же можно, только уже лучше, кустарно, женский голос, мужской, было бы можно. Были бы заинтересованы, мы-то заинтересованы, нам просто нужна поддержка от людей, у которых есть возможности, и финансовые возможности, да, и какие-то административные возможности, да, помочь. Потому что это не нам помощь с Дмитрием, а народу, что люди думают, что хорошо. Глава Якутии, он сделал все в 90-е годы в Саха-республике, чтобы Саха-Якут себя, своей республике чувствовал комфортно себя. В плане даже языка в первую очередь. Получается, он много чего сделал для республики. И сейчас верхушка, ну как управление республики, все эти республики, вот этот их праздник Исаах, да, Ихах, да. То есть они делают, и не побоюсь этого слова, нам, бурят-монголам, нужно пример брать в какой-то степени с вас, Саха, получается, что у вас все хорошо получается. Я наблюдаю за вами очень давно, и мне очень нравится ваш пример. И ваш пример заразительный, и думаю, что мы будем стараться также, потому что у нас, по крайней мере, по языку, стараться, что процесс знания языка в Саха очень и очень высокий. Даже мне это рассказывали парни в Саха, Якутии, 90-е годы был такие моменты, когда очень много людей из улусов якутских приехали в Якутск, когда не было работы, да, после развала Советского Союза, да, и мне так рассказывали, и они спрашивали молодежь, говорят, ну, по-якутски понимаешь, да, человек не понимал по-якутски, нет, говорит, не, по-русски не понимаю, и тогда эти парни, сильные, крепкие, накачанные, с ним как-то или разговаривали на пышнотах, или какие-то, может, другие методы применяли к нему, к этому человеку, и за несколько лет, то есть вот эти, грубо говоря, я слышал, что парни, да, из деревень, которые приехали, знали язык, они сделали для популяризации языка больше, чем даже, может, кто-то из политиков и так далее. То есть не знать якутский язык в 90-е годы, саха язык, да, было даже в какой-то степени опасно, ну, то есть городским ребятам. Это не я придумал все, это мне рассказывали ребята из Якутии, и вот это как бы не мои фантазии, это так, то есть в плане популяризации языка такой вот фактор. Родному языку с тобой по-другому разговаривать, смотреть на тебя по-другому. И вот результаты есть, они плоды. Очень много людей знает свой язык. Не говорю, что Саха знает 100%. Это во всем народе есть такие люди, которые не знают. Но он не очень большой процент. И это очень хорошие результаты, братья Саха. Это вам респект. Все республики, молодцы. Но мы тоже будем стараться. Ну вот и хотелось бы вот сказать, вот сейчас вот даже комментарии пишут, что за канал, это вы, наверное, спрашиваете про канал у того человека, который преподаватель, как вы сказали? Жаргал Бадагаров. Жаргал Бадагаров, да. Так и называется? Нет, его зовут Жаргал Бадагаров, да. Канал называется Бурядар Дугараял. Вы даже можете просто набрать в Яндексе Бурядар. Литература в мире Бурятии, есть его, получается, выпуски один за другим с 1 по 16, получается. Это очень хороший канал. Это, кстати, это АТВ.
это телекомпания ТВ, которая спонсировала, видимо. Это же все-таки Жигал Бадагаров был от телевидения, это все для популяризации бурятского языка сделано. Потом второй проект вышел, на Ригусе он выходил. Это одно время, вот вы видели, да, по телевизору, вот он все показывал. Это хорошая, кстати, такая инициатива по изучению бурятского языка. Я видел в газетах, в Бурятии там есть уроки были бурятского языка. Я там даже изучал, я не помню, какая газета была. Наверное, «Правда Бурятии», скорее всего. И там вот были уроки бурятского языка, как делать будущее время, да, в глаголах бурятского языка, как делать прошлое время, да. Я пошел, я хожу, я пойду. Как это делается? И там вот было, как вопрос задать, вопросительное предложение, да. Специальный вопрос как сделать, как общий вопрос сделать. Вот было очень интересно, я считаю, что все, и телевидение, я считаю, да, и газеты, как да, массовой информации, и театр наш, бурятский драматический, который я очень люблю, этот театр. И получается, и Бурят ФМ, это даже, и мы, молодые, скажем, получается, как общественные деятели, да, мы, наверное, можем себя назвать общественным деятелем в какой-то степени, наверное, да. Мы должны все вместе, ну, мы уже собираемся, да, главное, что точка отсчета закончилась, в сентябре все пошло, народ проснулся, скажем, начали понимать, самое главное, что вам не все равно, получается, вам не, танда, хамагуйбыши, вам не все равно, получается. Вот это самое главное, что вы неравнодушны как сказать вам, к будущему, да, народа. Есть такая поговорка, не поговорка, а старая формула. Народ равно язык, язык равно народ. То есть народ без языка все-таки не существует, да, если, допустим, люди забудут бурятский язык, ну, что такого никогда не будет, кстати, я свято верю, что бурят-монголы не забудут бурятский язык, а сейчас тенденция подтверждает это, да. Если другой народ, не будем говорить какой-нибудь, да, забыть свой язык, то этого народа не будет. В России свыше нескольких десятков языков, которые уже вымирают, получается, да. Нам нужно думаться об эвенкийском языке, да, молчание, да, вот многие эвенки, наши тоже друзья, не знают своего родного языка, но есть люди, которые там пытаются изменить ситуацию, есть группы эвенкийские, они стараются, вайберы, ВКонтакте, чаты эти, да, стараются люди сделать. А многие народы забывают свой язык, потому что более популярные языки вытесняют менее популярные. Это естественный процесс, да. Как я вам уже говорил, да, монголы Чингисхана, многие растворились в своих покоренных народах и стали другими народами. Это уже были не монголы. Это уже были какие-то другие совсем народы с другим языком, с другим менталитетом, с другой культурой, да. Так вот, я немножко не понимаю некоторых людей или общественных деятелей, которые любят посыпать голову пеплом, получается, да. Типа вот, бурятский язык является вымирающим, он был занесен в ЮНЕСКО. На самом деле, сколько я знаю, мне объясняли, эта ситуация не таким образом, точнее, состоит. Был один из диалектов бурятского языка, внесен в ЮНЕСКО, который считается под угрозой вымирания. Литературный бурятский язык весь, никто его не носил. А почему многие люди развили эту ситуацию, как будто весь бурятский язык является на грани вымирания чуть ли не. Хотя это было просто под угрозой было. Нет, не было никакого вымирания. Есть серьезные угрозы по лингвистической угрозе, есть такая под угрозой вымирания, да, есть уязвимый. Я считаю, наш бурятский язык по этой категории уязвимый есть, потому что, да, так я понимаю. И никто не назвал наш бурятский язык на грани вымирания в ЮНЕСКО, не вносил никто литературный. И так вот, некоторые люди любят посыпать голову пеплом, вот мы все, язык свой потеряли, никто не потерял свой язык. Мы не потеряли свой язык. Я часто очень слышу бурятскую речь в транспорте, на улице, везде. Я слышу молодых людей, девушки красивые, молодые парни такие, да, говорят на бурядар зугална. Мне так это приятно вот это слышать, получается. Я вот сижу и прямо слушаю. Везде я слушаю бурятскую речь, да. Если, получается, в 70-60-е годы мне рассказывали пожилое поколение, нам запрещали говорить на бурятском языке. Зачем говоришь на бурятском? Да, шуюнде бурядар зугалныш, да, оrodор зугалыш, ну, на русском разговариваем, в транспорте, да, нас пытались одернуть, как-то нас пытались застыдить, там, с Улуса приехал, как будто был национализм, да, в нашей же республике, как это неудивительно. И, кстати, мне рассказывали, Саха у них тоже такое было, я слышал, и не только, и в Казахстане даже это было, во многих пытались национальные языки как-то ущемить, а все говорят, что СССР была якобы такая идеальная дружба народов, да, такая прямо, ну, я не знаю, это все под большим вопросом еще дружба народов, да, было. Но я не буду исторически эти дальше поднимать, я скажу о бурятском языке, да, бурятский язык не умирает, он не вымирает, он живет, он есть, он изменяется, он впитывает в себя различные слова. Я вот недавно купил словарь МЖ Чирова, называется словарь современных
терминов на русском языке. Там есть, допустим, как будет политизация, как будет, допустим, национализм, да, как будет, допустим, какие-то ну, различные современные термины, да, получается, компьютеризация, да, на бурятском языке. И там есть бурятские эквиваленты. Это написал МЖ Ачиров, кстати. Он вышел в 2018 году. Этот словарь купил за 1000 рублей. Не пожалел денег? Ну что, деньги, это как вода, да, а словарь у меня этот будет, получается, да. А у меня он есть, этот словарь, и там все современные термины, да, глава республики, там, да, и так далее, переведено все, получается, на бурятский язык очень нормальным языком. Я считаю, что бурятский язык не умирает, просто нам нужно поднажать маленько, взять волю свою в кулак, нашу волю в кулак, получается, начать уважать самих себя и свой народ, уважать самих себя, да, не стесняться, говорить на бурятском языке везде, где бы вы ни были, да, если находится ваша, если бурят вокруг вас, да. И вообще, как бы, хочу сказать, наша цель главная, да, вообще, всех общественников должна быть поднятие национального самосознания. Поднятие национального самосознания, это цель. А в нее входят задачи. Это что? Сохранение бурятского языка, популяризация бурятской культуры, получается изучение нашей истории, общемонгольской, не только бурятской, общемонгольской, айратской, получается халхасской и бурятской, да. Также получается изучение традиций, обычаев, их сохранение обычаев, также изучение культуры шаманизма, буддизма и так далее, как неотъемлемый. Буддизм уже он очень как бы плотно уже как бы давно уже на нашей земле, получается, да, все вы знаете, что монголы были тенгрианцами, шаманистами, да, но буддизм уже прочно вошел в нашу культуру, это неотъемлемая часть нашей жизни, буддизм, да, это очень хорошо даже, я считаю, да, потому что монгольский мир, это сейчас буддийский мир, как вы знаете, и поэтому вот такие задачи, а вот эти цели, да, входят в одну цель, поднятие национального самосознания бурят-монголов. То есть поднятие национального духа, если хотите, так получается, да. И в этом случае нужно равняться на великих, кто был нашими предками. А предки наши были реально великими. И история наших народов, да, монгольских, тюркских, это тоже очень великая история. Не нужно это забывать. Мы уже говорили, да, без прошлого нет будущего. Изучайте прошлое, но не бахвальтесь там, не хвалитесь, а будьте достойны своих предков. Это главное. Главное. Вот я маленько тут прочитаю вам комментарии. Послушаем. Сенут. Энехайор хубуд. Эти два парня. Ну, нет, сейчас я вот, ну, переводить буду, да, ну, так, зачитать хотел. Буридар Халожена Байгабол Амаргайо Байгаб Тимыгу. Что-то тут я дал, ну, эти двое хубудные, то есть, наверное, парни там говорили, красиво, хорошо говорят, получается. Не правда ли? Тимыгу. У него язык без костей. Про меня, наверное. Ага, конечно. Да, про ТВ он говорил, потом на Регусе эти были, да? Ну да, так и правильно я все сказал, значит. Люди подтверждают мои слова. Дальше Берхегулун, то есть, ну, там, Язык... вот это что? Юхдек хубунебе. Ну, что делать? Что делать будете, получается? Что делаете вы, получается? Ходек это вообще делать каждый день, что вы делаете? Странно получается. Неправильно просто маленько построено предложение, чисто грамматически. Но это, возможно, не литературном, а опять же на каком-то из диалектов. Ну, что вы делаете? Что делать будете, получается? Ну, я хотел бы сказать следующее, то, что, смотрите, вот эти то есть, получается, вот этот преподаватель, который... Я не могу запомнить, я не запоминаю имена, я сразу извиняюсь перед всеми. Надо я уже никогда не запомню. Нет, я вообще не могу запомнить. У меня вообще память такая короткая на имена, на фамилии. И я вот даже Алексея Даниловича Башитова, то есть... И сразу запомнил. Да, у меня фамилия там сразу, вот Дмитрий Сойер и все. И если там вот так как-то вот так вот у меня получается. Вот смотрите, вот молодые люди, вот они начинают, вот, как говорится, один взял, да, молодец, он пошел, сделал канал, ну, допустим, да, он начал преподавать 16, я так понял, уроков, и все, и на этом все завершается. Потом второй сезон был, он там песни разбирал, все бурятские, грамматические, как, ну, допустим... Хорошо, вот у меня вопрос следующего характера. Почему бы нельзя, допустим, объединить, то есть опять это авторское право, опять это надо, допустим, как-то
стыкать, нельзя ли там, допустим, если человек этим болеет и, как называется, ну, за это, ну, то есть, переживает, ну, то есть, ну, За ситуацию с да, языком. да, и почему бы, вот, допустим, можно же с людьми разговаривать, допустим, они могли бы, то есть, смотрите, вот я, Дмитрий, да, вот, как и говорил, то, что, да, вот этот канал, вот, Бурят ТВ, вот, мы должны все его оберегать и распространять информацию об этом, то есть изучать язык и распространять и канал, и с чем, почему именно канал, чтобы то есть, чтобы это было от зрителей, да, просьба распространять, для чего, потому что это интересно, когда прибавляется большое количество просмотров или же прибавляются новые пользователи, да, вот, жители Люди комментируют, республики Бурятия, лайки да, которым ставят. не безразличен, то есть бурятский язык, то есть соответственно и интереснее и журналистам вопрос, да, или ведущим вот этот канал. Вот я бы хотел бы сказать сейчас вот следующее, ну, зрителям хотел бы сказать следующее, то что этот канал вот как раз таки Дмитрий Сойер и Алексей Данилович Башитов, который вот был, вот именно, ну, я, конечно, всегда буду рядом, буду где-то что-то помочь, подмочь, я всегда рядом. Но я параллельно буду изучать Бурят Хелен, УЗХЭП. УЗХЭП. Ну, буду учить. УЗХЭП буду учить. Ага. УЗХЭП. УЗХЭП. Улзы? Улзы это счастливый. Познакомился. Улзы. Улзая. Улзакты. Улзаха это встретиться. Улзакты встретить тесть получается. Это грамматика уже пошла, да. Улзаха это встретиться. Улзая давай встретимся. Это девушки красиво будешь говорить на улице. Улзая гойо басаган. Ямыр гойо сабархан хэхэн басаган. Улзая. Улзахам нагу. Вот вы встретимся, говорит. Ага. Вот я хотел бы сказать вот следующее, то что, вот, допустим, если есть неравнодушные, они могли бы, допустим, со своего разрешения, допустим, да, разрешить словесно, да, что, да, можете залить мое видео к себе. Ну, то есть, смотрите, я хотел бы сказать следующее. Понял, Видели ли вы такой, знаете, есть кинорежиссер, я с ним связался, он в Читинско-Забайкальском крае, он снимает ролики, и там был такой момент, когда за парнем съездили в деревню, чтобы перевести, как? Ага, видели это? Наследство. Да, наследство. Да, я читал, вот вышел видел. ВКонтакте, ну, к этого владельцу, человека, да? Да, к этому человеку. Я ему написал, ну, текстом, могу ли я с вашего разрешения залить ваш видеоролик, вот который вот как раз он таки звучал именно про потерю, как называется? Родного языка. Да. И он разрешил, то есть он, да, написал, можете перезалить. То есть это как приятно слышать, когда человек разрешает тебе, ну то есть, да, для благих целей, да, взять твой контент, твое видео и загрузить на этот, ну, то есть на этот канал. То есть вот это должно быть правильно, то, что люди должны, ну, я так считаю, что если ты действительно радеешь, ну, почему бы тебе, ну... Помогать друг другу, поддерживать да, друг друга, я считаю. Даже не ради своей, возможно, а вот, кстати, смотрите, такой момент. Вот эти все телекомпании, которые снимают, все равно даже, да, этому человеку, допустим, возможно, оплачивался, а возможно, на чисто таких других началах, мы же не можем знать. То есть все равно, даже человек может, то есть вы могли бы, допустим, полностью отдать себя распространению бурятского языка здесь, да, допустим, забросить преподавательскую там деятельность, да. а возможно здесь продолжили. Но я все равно понимаю, то, что у вас есть дети тоже. Вот всегда касается вопрос денежного. Ну, все упирается в деньги, как да, говорится. и вот смотрите, вот эти все круглые столы, они как раз такие вот эти, как бы я сказал бы, сейчас, секунду, что-то у меня связь как будто с сервисом оборвалась. Вроде бы все нормально. У нас видно. И вот хотелось бы сказать то, что вот эти круглые столы, они как раз таки ведут к этому, то, что нужно финансирование, и еще раз нужно финансирование. Это звучали слова. Постоянно. Хорошо. Но вам не кажется ли, Дмитрий, что вот эти, в кавычках, чиновники и вокруг вьющейся этой темы, они хотят вот именно, ну, грубо говоря, ну, если честно говорить, погреть на этом руки. Вы так не думаете, то, что эти всевозможные организации, люди выступающие, допустим, почему бы всем не сделать так, как будто бы, как мы, допустим, сделали. Мы с вами троем поговорили, запустили, уже есть результаты, есть уже
1500 ну, с лишним, Подписчиков. 1,5 с лишним тысячи подписчиков. И сейчас нас в онлайне смотрит 45 человек. Вот сейчас мы можем смотреть. То есть и люди вот пишут нам вот еще комментарии. Я вот хотел бы сказать, а неправильно ли было, вот пришел, сделал, да, допустим, уже несколько шагов. И вот я бы так сказал, вот, был бы чиновником в кавычках, да, если вот так сказать. Да. Вот, ребята смотрят, вот они показывают, делают, что им нужно помочь. Чем им нужно помочь? Был бы я чиновником, взял бы своего помощника, слушай, иди-ка сюда, вот съезди к этим ребятам, поговори, что им нужно. Да. Им нужно что-нибудь. Они почему в кафе снимают, вот в этом, как где-то, да, у кого-то Непонятно на вообще. птичьих правах. Что им еще необходимо? Освещение. Вот ты видишь, они, Помещение. да, как-то вот зажаты или что-то. Я бы вот, например, ну вот я примерно образно говорю, я бы так бы, наверное, поступил. А вот они вот эти круглые столы, вот мы, вот, я бы не сказал бы, что они видели, да, там ни одной телекомпании не было, кроме бурятского вот, оператора буддийской санхи. Видели, мы, да? Вот мы он, видели, да. Да, парень там снимал. Вот, в Архимжонсе он был все. там. Остальных нету ни журналистов, ничего. То есть от начала до конца надо было досидеть. Даже там, которые были на этом круглом столе, почему они до конца не досиживают? Почему они до конца Для не галочки дослушивают? сняли и уехали. Нет, да, они сказали, убежали, они других не хотели слышать. То есть зал постепенно опустошился, так сказать, один ушел, второй ушел, третий ушел. Да. Ну вы-то понятно, вы мне сказали, ну наверное у всех разом, у всех дела, допустим, ну у вас учеба, у вас ученики, вам нельзя это, конечно, это вы на правильность ушли. Но вы до конца досидели почти вот Почти все, до конца. все уже, там осталось маленько. Но я как посмотрел, там даже еще до конца не договорили, все люди уже встали и побежали. Я говорю, ну, там еще Лама говорил, еще продолжал говорить. Неуважение какое-то. И я им говорил, сказал еще тише, то есть чтобы они остановились, хотя бы если уходили, но только на цыпочках. Ну то есть не хором, как говорится, вот бум-бум-бум, побежали все из зала. Вот я о чем хотел бы сказать, то что вот это вокруг вот эта тема, да, вот до последнего я там постоял, там люди писали, там звука нету, микрофона нету, понимаете, ребята, я вот сейчас могу показать, вот такую штуку, ну, приобрел, да, вот этот, типа, Мохнатик. ну, чтобы там звука, там на улице, допустим, если даже у нас получится, то какие-то репортажи. Ну, сейчас вот этот провод, это Башитов, ну, вот я говорю, фамильярничаю, Алексей Данилович приобрел, то есть 1500 рублей обошелся вот этот, допустим, провод. Сейчас я вот хотел, вот честно, если разговаривать, вот, Дмитрий, ты сегодня наблюдал за процессом, который я сегодня был в момент, да, ну, то есть мне нужно поменять телефонный аппарат для чего? Для того, чтобы... Это вообще для личных целей. Ну вот я хочу сказать, что для проведения эфиров на бурятском языке нету хорошего оборудования. Если оно есть, оно сейчас пока в моих руках. Вот я бы сказал, можно воспользоваться вашим телефоном. Вот телефон Дмитрия Сойера. То есть если он будет даже вести прямые эфиры в дальнейшем, у него будет качество картинки хуже, намного хуже. Я бы вот почему, Дима, хочу сказать, сейчас опять могут меня, ну как говорится, с камнями закидать меня, то что Дима опять говорит о чем я хочу сказать, нужно оборудование. Если вот так сделать в самом простом варианте, это нужен номер телефона, ну, вообще сам телефон нужен. Вот, который сейчас снимается. То есть я могу вам сказать, что это Huawei 30P, вот этот телефон, который сейчас я взял в кредит. Это вообще в сторону убираем вопрос. Просто он нужен сейчас на бурятском. Ну, то, что здесь, вот Алексей Башитов, он может позвонить и сказать: Дима, давайте поедемте, что-то снимем. Допустим, даже заснимем. Почему это у меня наболело? Потому что я смотрю, вот это власти, да, вот, допустим, да, вот когда она начнет, допустим, помогать. Вот вы говорите, вот проблема, они круглые столы сидят, и люди, многие говорят, что они хотят отвести проблему. То есть какую-то конкретную проблему, возможно, связанную со мной. Я, конечно, как-то так получилось, но они хотят тему увести с площади Советов на бурятский язык. То есть и у нас проблема еще глобальнее якобы. И вот эти круглые столы собирают, это и тоже понятно. То есть они нашли на ровню, грубо говоря, как будто бы ровню нашли проблемам, которые говорит Баиров, и примерно, бурятский язык-то у нас самая лучшая проблема, вот ее можно, допустим, озвучивать. Я рад, что даже хотя бы, даже если вот благодаря этому как раз таки лед и тронулся, я без задней мысли же сказал на вот этом заседании на круглом столе о том, что я вот понял, да, вот из разговора, то, что какую-то 25-ю, 23-ю кнопку хотят телевидение делать. А потом я вот видите, почему я говорю, почему я там взял, у меня просто передернулось. Я говорю,
Так и канал на YouTube можно создать вообще в легкую, не без каких ваших денег. Да, канал создали, но его нужно же вести, освещать, и нужны вот как раз таки специалисты молодые, которые, вот Дима, вот я хочу перед зрителями сказать то, что если кто-то даже там что-то где-то подумает, ну, как-то не так, нужен человек, который образованный. Вот, пожалуйста, Дмитрий Сойер. Я бы хотел сказать, Дима, ну, так хочется себя, не то что снять ответственность, а то, что хотелось бы вам, зрители, сказать, то, что есть Дмитрий, он преподаватель, он знает, ну, 4 языка, и он сам выучил с нуля бурятский язык, и он знает, где, какие, как можно помочь таким, как я, которые не знают бурятский язык, ну, в совершенстве, я бы сказал. Я об этом, то есть где-то конкретно предложение, если у меня не будет строиться, ну, вы смеетесь. И я, смотрите, вот, сейчас вот такая ситуация, то что, сейчас мы вот, почему именно на русском языке говорим, нам надо выговориться для начала, а потом уже, чтобы вы все понимали, то что у нас, вот у нас Дмитрий, я вот как и Дмитрий, вас прошу, вы можете же, да, помогать в этом в свободное время, у вас, я понимаю, загруженность, да. У вас семья, дети и плюс еще работа, но нужны специалисты, как вы думаете, на бурятском языке, то есть парень или девушка, нужно ли вообще, допустим, как называется, помещение, оборудование и еще для чего, что вам необходимо, вот если вы возьметесь за продолжение, потому что мы вот с Алексеем Башитовым, да, вот, да, мы вот, получается, снимаем, ну, то есть где-то, где Алексей Данилович найдет, ну, где-то помещение. Пригласит, кто-то может, кто-то не может прийти. То есть вот как-то в этом плане, да, ну, конечно, хотелось бы, чтобы где-то было какое-то помещение, чтобы не бегать, да, вот с этими. Какая появилась идея, а потом мысль моя, у вас на бурятском, ну, как, на Бурят ТВ. Почему? Потому что я говорю именно на таком. Я могу в качестве на уроках присутствовать как ученик. Сэмбэно. Бибакша, муно, хаир. 2 слова выучил, короче. Слово. Ну, вас никуда вас не отпустим. Вы не думаете, что хотите убежать, что вы на меня якобы и на Алексея Даниловича перенесли ответственность, что нет, вы с нами также в одной связке все с вами идем, мы в одной лодке плывем с Дмитрием. А вот, кстати, сколько знаю, отчество не знаю. Геннадьевич. Вот Дмитрий Геннадьевичем, да, получается. А я Дмитрий Петрович, ну, если что, Геннадьевич. Вот 2 русских имени, да, Дмитрий Геннадьевич, Дмитрий Петрович, да, если так. Ну, интересно. Вот и хотелось бы вот то есть, ну, вот я вам все вопросы уже, в принципе, сказал, я вас познакомил, вот, это Дмитрий Сойер, и вот это у него псевдоним такой, и вот, и вообще надо вот это все вот как-то вот сделать, на рельсы поставить. Нужно преподавание, это отдельные плейлисты, допустим. Почему именно прямые эфиры, вот кто-то мне скажет из зрителей вопрос, а для чего вы делаете прямые эфиры, записи? В память телефона не соответственно, должен быть телефон тогда с мощной памятью, то есть в хорошем качестве 4К, да, телефон. Снимать, ну, с хорошими, да, то есть, как называется, хороший телефон, он, конечно, соответственно, стоит нормальных недешево. Недешево, да. И хотелось бы, вот и так сказать, то есть, поскольку я могу снимать, я буду снимать на свой телефон. Исходя из своих возможностей. Да, и тоже, вот у меня тоже, да, действительно, бывает, время не позволяет вот так вот сейчас, в данный момент, разрываться даже, допустим, между Республикой Бурятия каналом, да, на YouTube и на Бурят ТВ. То есть я, конечно, знаю, что там на Республике Бурятия Зуртан, Лилия. Мне кажется, они без вас справятся уже. Мне кажется, что нормально будет. Можно где-то один день посвящать республике, в смысле, да, каналу, я вот так можно. И делаю, да. И потому что, ну, все-таки мне хотелось бы, помимо то, что вот именно... Стратегию этого канала, я так понимаю, надо уже сделать, да, вот то, что уже когда же будут первые уроки, вопрос. Или же мы все-таки переговорим с тем человеком, который уроки уже сделал. Вот вторая идея прекрасная. Я попробую выйти на Жаргала Батагарова, и чтобы попробую, если он даст, конечно, согласие, да, и то есть новый проект, опять же, может 3-й сезон, это будет Буридар Дугараял, да, где он уже не будет не только
нам просто как зрителям рассказывать, да, а как вот, еще раз беру пример, Дмитрий Петров есть такой переводчик и учитель, да, который ведет английский с Дмитрием Петровым на культуре, вы, наверное, смотрели, да, Россия культура, там, немецкий, французский, итальянский, там он вел китайский, испанский, португальский, все это языки он знает, да, и там собираются разные звезды, скажем так, и певцы, мы не звезды, мы не певцы, мы не... ну, какой сильный ушел музыкант, так, но пригласили бы не только Дмитрия, вот меня, я бы с удовольствием бы сам поучаствовал, потому что пусть уровень будет разный, у меня, допустим, повышенный уровень, продвинутый у Дмитрия, допустим, такой средний уровень, да, и всех вот набрал бы, и было бы очень интересно проект, я попробую обратиться, и не знаю, как он отреагирует, но я обещаю, что попробую, и потом мы скажем, что о результатах наших, скажем, переговоров с уважаемым Жагалом Будагаром, потому что это очень уважаемый человек. Сейчас, секундочку, у нас тут это... Он спустился. Не, там батарейка села, что ли? Нет, это просто он сам упал. Вот этот вот, как... Нет, батарейка села. Телефона? Нет, вот этого. А, вот он заработал. Нет, это сам стабилизатор. Сейчас, наверное, опять отключится, может быть. Ну, в общем, вот на этих, наверное, уже, в принципе, можем и завершать наш эфир, да, или как? Захун Детенухет. То есть нам нужно, подождите, сейчас, я думаю, вот я уже понял, что вы уже хотите зайти. Буквально поняли, в смысле, то есть это примерно уже, в общем, нам нужно начинать вот, именно, как называется-то? Стратегию. Именно с уроков, вот именно Да. переговорить с людьми. И выход на людей. Конкретно, да, потому что я бы не хотел бы сказать так, чтобы вот началось это все, да, началось это все, и вот так вот закончилось, нету эфиров, допустим, люди в ожидании, нужна какая-то, допустим, программа, или когда мы можем в следующий раз выйти, допустим, то есть в какое время нужно выходить. То есть это надо обратная связь, вы пишите в комментариях, допустим, в какое время, допустим, прямые эфиры делать или в записи это что-то делать. То есть я бы сказал бы так следующее, то что помните, как зовут Кого именно? диктор с Бурят ФМ? А, так, Лариса Андреевна Хубасова. Угу. Лариса Андреева. Лариса Андреевна, да. Которая Лариса Андреевна. на прошлом, кстати, это женщина, которая на прошлом нашем выпуске вела новости. Очень так вообще четко. Прекрасное произношение голос, у него. дикция, Да. вообще мощная. Это профессионал своего дела, я скажу. Да, и Не вот, побоюсь слова. ну, я так понимаю, то, что она тоже бывает, ну, занята. То есть люди помогают, чем могут, то есть в свободное время. Ну, где-то встречаться, даже в том же самом кафе надо просить разрешения. Вот это опять на улицу разве. Ну, в общем, это, конечно, вот такой вопрос. Мне хочется вот именно помогать, ну, постольку как-то. Будем стараться все вместе. Давайте Одна вот, голова хорошо, три лучше, а там может кто-то еще добавится. Сейчас и вы учителя, увидите. может, посмотрят. Может, вы посмотрите, вы какие-то предложения сделаете. А что? 3 головы хорошо, а 15 голов, там 20-30 лучше. И, может, какие-то у вас будут идеи по поводу помещения, да, может, у кого-то есть возможности такие, да, и так далее. Может быть, учителя Бурятского правда откликнутся, может быть, школа откликнутся. А почему бы и нет школы? Это как раз их как бы... вечернее время, после вообще уроков. Да, конечно, не нарушая, давай. не нарушая педагогический процесс в школах, в вечернее время спокойно класс и то есть вести уроки, а вот, допустим, уважаемый человек, допустим, как Жагал Будагаров, мог бы вести, все это велись бы съемки, да, и опять была бы популяризация бурятского языка. То есть то, что обычно люди из народа, я из народа, Дмитрий Геннадьевич из народа, да, живут чаяниями своего народа, и им не все равно, как бы они неравнодушно относятся к проблемам сохранения бурятского языка. Это было бы очень хорошо. Так что пишите, оставляйте комментарии, может какие-то ваши мысли. Вы люди тоже умные, грамотные, как бы ждем тоже обратной связи с вами, откликов. Ну, я бы хотел вас попросить ответить на комментарий. Я просто. Какой именно? Ну, вообще почитайте на бурятском языке. Все верно говорит. Вот так Говорит вот, Марина кстати, Б, да? Где-то Так, вопросы. следующее. Бакшагу учитель ли, да? Да, учитель. Закончил Иркутский государственный лингвистический университет в 2007 году. Высшее педагогическое образование. Следующее. Меднехеп. Знаю. Кем работаете? Ну, кем работаете, я уже ответил. Уже получается учитель английского языка. Так, если бы вдвоем не на бурятском, на бурятском говорили, было бы хорошо. Видите, на бурятском можно было бы говорить мне, да, я бы составил специальную речь, подготовил бы, да,
Но тут, видите, во-первых, не все меня поняли бы, да. А субтитры, чтобы вести прямой перевод, ну, то есть сурдоперевод, не сурдоперевод, а прямой перевод с субтитрами, пока у нас нет технической возможности с Дмитрием Геннадьевичем, получается, это сделать. А так, конечно, в дальнейшем, возможно, если у нас будет аппаратура, да, говорить на бурятском, и одновременно будут титры на русский язык перевод. Да надо будет на английский переведем, какие проблемы. И нам нужны просто, скажем, финансовая составляющая здесь пока. Так, дальше. Дима Баиров, Танижа Баяна. Знаком с Димой Баировым, но Гохубу нет. А другого парня не знаю, получается. У меня, то есть, не знаю, человек по-бурятски пишет, да. Баиров, без тебя канал Республика Бурятия превращается в Госдуму. Ну, это ладно. Ну да, извините, это что видел, то прочитал. За что взял, за то и продал. Так, переводите неправильно, повнимательно читайте. Ну, возможно, я же вам говорил, и мои знания не идеальны бурятского языка. Поэтому мы будем стараться, учтем ваши пожелания. Здесь-то теплее. Дима Сойер. Ну, просто Дима Сойер и все. Бато правильно перевел, молодец. Какой Бато? Зе Бато, какой Бато? Мы не видим Бато, не знаем, ладно. Это вот, который писал выше. Да. Вот здесь. Я думал, так не делается. Два канала Димы одновременно шло. Нам же не порваться. Ну, все в записи есть, тут, дорогие. Можно да? посмотреть, да, можно в записи посмотреть или тот эфир, или этот эфир. То есть тут... Бато говорхал наш. Ага. Так, вот так. Нужна своя студия. Зрители на канале будут? Спрашивают, да. Так. ТТР Мунгын. Деньги взять, получается, да. Аганжал Бэхэн Хонут Ябагу. Ну, то есть требуется, да, финансовая подпитка. Откуда студию? Кто даст? Ну, вот. Мы тоже таким вопросом даемся. Аренда помещения. Или в Доме дружбы, да, Дом дружбы народов, который, да, понял, на Ленина, что-то там в начале Ленина улицы. Хорошая камера стоит 700 тысяч рублей. Вот о чем мы говорим. 70 тысяч рублей, да, я неправильно перевел. Эти двое, Дима Баиров и Дима Хараев. Нет, Дима Хараев больше. Я не Дима Хараев. Дмитрий Кушеев, Дмитрий Сойер. Вот, Дима Сойер пишет, ну да, Хараев больше. Вот не Дима Хараев пишет, правильно. УХЛД Дима. Нет, Дима Сойер пишут, да. Просите студию Хурала деньги. Ну, это вопрос, в этом работа будет вестись и ведется, но пока обратной связи от Лика нету. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Ямар Сонинг, фамилия Гашип. Это про меня, какая интересная фамилия про меня. Эне Сойер, мини фамилии Баше. Сойер, мини Ньюсонера, мини фамилии Кушеев. Я уже ответил, псевдоним, вот пишет, псевдоним, да. Бурхан, боже мой, ЛСТ, понятно, получается. Дагинов, больше не пиши на бурятском. Дагинов, это кому-то не мне, это Батологинов. Гекельберифин нужен, вот пишет Гекельберифин. Но если Гекельберифин спрашивает, Гекельберифин нужен, да, ну это ирония насчет моего псевдонима, да. Если у Гекельберифина есть хорошие идеи, чтобы нам помочь, да, есть, получается, возможности, и, может быть, даже и финансовые возможности, чтобы нам помочь. Почему? И нам тоже нужен будет Гекельберифин, почему бы нет? Дело не в этом, то нехорошее слово. Где вообще ВАРК? Чем занимается? ВАРК? Ну, ВАРК сейчас такая структура, хотелось бы больше активности от ВАРКа. Ну, надеемся, что в связи с последними событиями ВАРК... Нужны новые члены ВАРК, я считаю, наверное, стоящие из более молодых, деятельных, активных, кому не безразлична судьба своего народа. У ВАРКа очень славное, скажем, прошлое. Я читал историю ВАРКа. Очень интересный орган. Я считаю, что он нам нужен. Всебурятская ассоциация развития культуры. Кто не знает, что такое ВАРК? Это вот, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Всебурятская ассоциация развития культуры. Правильно. Дима, не переживай, команда у тебя отличная. Справимся на отлично. Вот, видишь, команда отличная, да. Справились. Нет, ладно. Не об этом. У меня сейчас с собой его нету. Много языков знаете. Очень много думаю, скорее всего, да. Спать хочет. Он тахая, нагует, не хочу спать. Бешел, да. Дахил стра БРТ пишут. Про нехорошее слово не догнал. Зе БРТ хубудный, худцу. Шихайорти были кто Дугаров. Ты были кто Дугаров, там пишет про кого-то там. Кто-то там, видимо, что-то пишет не очень хорошее. Ну да. Пишите почаще на бурятском. Я стараюсь на бурятском писать постоянно с бурятами.
Не учился бурятскому, только разговорный. Если неправильно написал, прошу прощения. Ну, между датология. собой там Ага, да, они, да. на первом Дима сначала. молодец. Какой Дима молодец? Наверное, оба Дима молодцы. Ага. молодцы. Вы тоже молодец. Бархушул, хорошие ребята пишут. Хайор, два Димы, короче, получается. Бурят монголы, получается. Популяризуют родной язык, получается, популяризуют. Не получается. Турхан, то есть родной язык. Дешень татая. Ну, то есть продвигает они, получается. Вперед продвигают бурятский язык. Вот все же, да? Или нет? Я вот сейчас как будто все. Все. Ну вот, в общем, комментарии прочитали. И, ну, в общем, работы очень, ну, как сказать, очень много нужно сделать в этом Направление. направлении. И ну, много нужно с кем переговорить. Выйти на многих людей, дождаться ответа некоторых людей, да, и будем надеяться, что все у нас получится. Если ну не все, но большая часть будем надеяться, да. Жизнь она такая, она накладывает всегда свои отпечатки, правильно? Но Вот будем я надеяться. всегда вот задавался таким вопросом, Дмитрий, вот хотел бы сказать, а может быть я зря, он как он называется, не то что зря, да, начал, как говорится, не бойся, взялся и доделай до конца, вот как ваша пословица. То есть Это не иногда моя пословица. может быть действительно, может уже были каналы, то есть на бурятском языке, которые начали это движение вот именно в YouTube. Вот я понял, что у вас есть там, то есть ну, до того момента я же не предполагал и Да. не знал вас до, ну вообще до конференции. Там то, что мы виделись у Александра Габышева, это одно. То есть я примерно так. А вот то, что я знал, что там все вроде одни там, и вроде бы все, подождите, вот как вроде бы все чем-то занимаются, вот таким, да, вот движением. А вот конкретно вот хотелось бы, ну, значит, вот так как-то, вот, ну, значит, я какой-то начал, ну, то есть вообще вместе мы начали, то есть я просто взял, возьми да скажи, что я, ну, а слово не воробей, то есть вылетит, не поймаешь, значит, надо доделать. Сказал, сделал. То есть, и да, и вот, в общем, сказали, начали, и сделали, и надо, значит, дальше. Продолжать. Да. Я бы хотел сказать то, что сейчас вот после эфира я вам, ну, то есть, конечно, мы там друг другу покажем, как это все, и ссылки на Дмитрия Сойера, Кушеева будут все на ваши социальные сети, и то есть вы можете с ним конкретно обсудить эти моменты о дальнейшем развитии вот этого всего, потому что это нужно, необходимо. Но я вот почему чем уверен, потому что YouTube это сильно, то есть его как-то закрыть, это надо постараться, я так думаю. Ну, вообще я так предполагаю. И то, что вот это все останется вот в истории именно в канале, то есть всегда можно просмотреть какой-то именно момент, какое-то да. видео, да, вот который, урок тот же самый. Ну, в общем, как так. Ну, в общем, все, мы будем, наверное, закругляться. Да. И все вопросы к Диме. Ну, не только к Диме, и все просто тоже. Не, я, к Диме. конечно, всегда буду помогать. Так, будем закругляться, да, на этом. Я, наверное, скажу. Зе хубудут басхадут. Телевизор телевизор, YouTube канал канал Бурят Харакшат. ТВ, Харакшат. Харакшат, Ага. Би Дима Баиров, Гже. когда Калахым Байрла, та канал Харна смотрели, Ага. Харнат даже. Харнат Харнат. Ага. посмотрели. Ага. Харат. За то, Харат. что вы Посмотрели Харат, получается. Короче, Да. Байрла. Байсхалан Хурганеп. Это благодарность приношу. Это За. дальше. Продолжайте. Тигет это Тихо. буду изучать. Турел. Бурят Хален изучать. Узахаб. Сургуль. Узахаб. Изучать Узахаб. буду, да? Защищать. Видите, я даже смеюсь, а так вот так тоже многие краснеют. Ну елки-палки, что я там ляпнул, сейчас меня там Все заругают. в шутку перевел, нормально все. Барегл, да. Барак. Завтра БРТ, да, или как, нет, планировал завтра, это завтра, а как до скорых встреч. Дахин, Улзатра. Да, до скорых встреч. Да, Дахин, Улзатра, БРТ, да. Дахин, Улзатра, БРТ. БРТ. Или БРТ, просто БРТ. Ага. Дахин, Улзатра, БРТ. БРТ. Бурядут, Бурят Мангалнут, Уракша, Ябакты, Буекты, Турылхле, Бумартарет, Меню Еролтанда, Саган Харгада, Ябакты, Саган Сачхалте, Бекты, Амгаланг Байдалда, Ябхаетне, Хусанебди, Ута Нахате, Удан Жаргалте, Бурханте, Боянте, Ябарет.
яле урел болтуге. Пожелал я вам, опять же, долгих лет жизни, нескончаемого счастья, чтобы вы были добродетельными, чтобы Бог всегда был с вами, чтобы ваши пути были всегда светлыми, чтобы ваша душа всегда была полна позитивных мыслей. Также, чтобы я пожелал вам мирного неба над головой. Вот такое благопожелание вам, наши уважаемые зрители. YouTube канал ГЖ Харакшит. Дахил Устраба РТ. Ладно, скажи следующее. Ом мани падмехум, за благо всех живых существ. И вы переведите. За благо всех живых существ. Как переводится? За благо всех живых существ. Ага. Бухы, эне алтын делхе, ага. Делхен, амиды, хунут, амитанут, хенарбек. Это я дословно перевел, может таким не очень красивым литературным. Если дословно переводится, то есть все живые существа, животные, люди, да, в этом мире, чтобы всех у них было все. Будьте все хорошо, чтобы все у вас было хорошо. Благополучно. Тигет, точно. Тигет ныры. Байерте. Все.